Все регионы у нас подключились. Еще раз всем добрый день. Вас приветствует Чувашия. 2021 год в нашей республике по указу главы Чувашской республики объявлен годом, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. И в рамках данного года по всей республике у нас проводятся различные мероприятия, посвященные как раз подвигу строителей оборонительных рубежей. И сегодняшнее мероприятие мы также посвящаем этой теме. Для официального открытия межрегиональной онлайн-экспедиции слово предоставляю заместителю директора Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки Наталье Николаевне Мишлиной. Добрый день, уважаемые гости, дорогие ребята. Я рада вас приветствовать на открытии межрегиональной онлайн-экспедиции, посвященной строительству Сурского оборонительного рубежа. Наша республика, наряду со всеми республиками бывшего Советского Союза, принимала участие в Великой Отечественной войне и освобождении Родины от фашистских захватчиков. В Великой Отечественной войне из числа жителей Чувашии принимало участие более 208 тысяч человек. Из них 106 тысяч не вернулось с поля сражений. Но победа ковалась в их тылу. Во время войны из западных и центральных республик бывшего Советского Союза на территории Чувашии было переброшено более 20 промышленных предприятий. В город Чебоксары эвакуированы Харьковские и Московские электроаппаратные заводы. В 1941 году в Чебоксарах сформировалась 139-я Рославская краснознаменная ордена Суворова, Стрелковая и 324-я Верхнеднепровская краснознаменная стрелковая дивизия. 28 октября 1941 года по январь 1942 года осуществлялось строительство рубежа, в котором принимало участие, по разным данным, от 85 до 110 тысяч жителей Чувашской республики. И в результате невероятно тяжелой, кропотливой ежедневной работы это строительство было завершено в срок и качественно. Подобные рубежи возводились и на территории соседних республик. И поэтому сегодня в нашей экспедиции принимают участие представители из республик Марий Эл, Мордовии, а также Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей. Я объявляю нашу виртуальную экспедицию открытой, желаю успехов всем участникам и передаю слово модератору Елене Малеевой. Спасибо, Наталья Николаевна. Осенью 1941 года, когда враг уже был под Москвой, руководство СССР приняло стратегическое решение. На случай, если немцы пойдут вглубь нашей страны, им должны помешать оборонительные рубежи в глубоком тылу на берегах рек. Так и появились оборонительные рубежи. По территории Чувашии проходили Сурский оборонительный рубеж, а также Казанский обвод. Они должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Куйбышеву, Ульяновску и Казани. Сурские рубеж обороны соорудили по правобережью рек Сура, Уза, Няньга, Чардык на территории Марийской, Чувашской, Мордовской АССР, Горьковской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей. Сегодня мы совершим виртуальное путешествие именно по этим регионам и узнаем много нового и интересного о том, как воздвигался оборонительный рубеж на этих территориях. Об этом нам расскажут региональные спикеры, которые подключились. А начнем мы нашу экспедицию с нашей Чувашской республики. О подвигах строителей Сурского оборонительного рубежа нам расскажет и покажет научный сотрудник Музея воинской славы Чувашского национального музея Антон Алексеевич Поздеев. Антон Алексеевич, вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники нашей онлайн-экспедиции. Я являюсь научным сотрудником
Музей Воинской славы Чувашской республики представляют здесь не только музейное сообщество, но, конечно, еще и в целом республику Чувашию. Это хочу месте сегодня. Тема моего выступления – это подвиг в прямом смысле образил надежд на территории Чувашской республики. Ну что ж, хочется отметить, что в соответствии с указом главы Чувашской республики от 9 мая 2020 года 2021 год, этот год Чувашской республики, объявлен годом, посвященным новому строительству искусства и казахского образования. В 2000-х годах появилась первая значительная публикация, посвященная строительству искусства и казахского образования. Можно назвать несколько имен исследователей, среди них Дмитрий Захаров, например, начальник управления образования администрации города Чебоксара, и привет Альберт Булыгин, для того, чтобы его появился перед собой, выпустили несколько работ, основанных на архивных документах, засекреченных незадолго до этого. Для Чувашского национального музея тема памяти подвига строителей искусства и казахского образовательных движений, она также не нова. В 2010 году во время реэкспозиции Музея Воинской славы в Чувашской республике появился небольшой заголовок, посвященный этому подвигу. В экспозиции музея представлены копии архивных документов, также наиболее важный экспонат, с моей точки зрения, это рисунок участника этих событий, художника Яковлева. Ноябрь 1941 года, близ деревни Савелова, Ягодинского района. На этой картине мы видим, как идет строительство Сумского рубежа. Уникальность этой картины в том, что сам художник участник строительства и свои воспоминания он выразил не текстовой формой, а привычной для художника рисовал картину. Картина это послевоенный период. Есть такой вариант такой работы с черно-белой, но более других раз работ подобного малого масштаба. Возвращаясь к истории, следует отметить, что вторжение гитлерской Германии, как началось в 1942 года, потребовало от высшего политического управления руководства нашей страны всех государственных, общественных, центральных и исполнительных управлений решительных мер, чтобы остановить наши страны. Важнейшей задачей в военное время было создание многочисленных оборонительных движений и в фронтовых районах, и в глубине страны. Так как это был случай с узким оборонительным движением. После 1941 года стало очевидно, что оборонительное укрепление крайне необходимо. В начале войны десятки городов и города Ленинского Берлина были захвачены немцами в короткие сроки, во многом из-за отсутствия оборонительных укреплений. Кроме того, этот первый оборонительный операции показал, что без подготовки заранее движений остановить наступление стратегического первого противника невозможно. В декабре 1941 года стоило более 10 тысяч километров белорусы вызвали, а на этом отборе создавались вокруг 100 крупных городов. Следует отметить, что личные дела многих руководителей Чувашской республики в время Отечественной войны, в том числе начальник военно-полевых строительств, этих движений, до сих пор остаются засекреченными. Особенно следует личное дело Александра Часового, который в 1939 году занимал пост председателя Совета народных комиссаров Чувашской республики. И был одним из двух людей, подписавших постановление 28 октября 1941 года, слайд, и от этой даты вы вообще начинаете свой отчет для вас через строительство смысла оборонительного движения. Вторым человеком, подписавшим это постановление, был секретарь Чувашского обкома ВКПБ Леонид Матвеевич Чаров, чье личное дело до сих пор также является личным недоступным для сегодня. Работа по рассекречению документов, что это работа по архиву, является в настоящее время и будет продолжена в следующем году. А это значит, что скоро, возможно, мы узнаем новые, доселе неизвестные факты, связанные с строительством оборонительных движений. Постановлением заседания Сибирского отдела обкома ВКПБ 28 октября 1941 года предусматривалось легализовать на строительстве 171 450 рабочих. Вам заранее было сказано, что у нас из Чувашии за годы войны на Кавказе фактически ушло чуть более 208
тысяч человек за 4 года. А здесь, в короткие сроки, нужно было организовать физически здоровое, крепкое население, которое бы строило движение. Чуть меньше количество, чем за 4 года 7,6 на военные силы. Каждый район должен был обеспечить своих рабочих район, так называемое военно-военное строительство. Каждый район нашей республики был укреплен к одному из военно-военных строительств. Всего в начале было 6, 4 из них относились к техническому оборонительному узлу, а 2 относились к гражданскому оборону. На строительстве, кроме людей, также управлялось 226 колесных, через 7 высечных центров и 5 экскаваторов. Принимались меры по исключению стройматериалов. Но еще большое отступление, да, мы отмечаем начало строительства Службы информации оборонительного рубежа 28 октября. Это официальная дата, когда было издано Республиканское постановление. Но есть протоколы районов исполкома, которые говорят о том, что уже 27, даже 26 октября принимались решения о управлении на строительстве движений жителей того или иного района. То есть 28 октября дата условная, фактически эта дата догоняла реальное положение дел. Разумеется, большое количество людей, 170 тысяч человек, значительная часть населения способна в нашей республике, нужно было обеспечить строительными материалами. Принимались меры по обеспечению рабочих необходимых материалов, это и лесом, и цементом, и кирпичом, металлическими скобами. Республиканские организации, предприятия, даже военные заводы подключились к этой работе, и тот, чем мог, помогал выделению материалов для строительства этого рубежа. Но Чувашия была не одна, которая строила оборонительный рубеж, казанский, нет, письмо яркое от начальника ВПС номер 8, это Звенигова, это республика района СССР, в адрес Сонова председателя Соколова Чувашской республики о том, что ВПС номер 8, центр Звенигова, требовалось 30 тысяч кубометров бытового камня. Это еще один строительный материал, который применялся при строительстве движений. То есть наша республика оказывала помощь другим регионам в строительстве оборонительных движений. Была такая взаимовыручка. Нам, в свою очередь, также оказывала помощь и Казанская железная дорога, движение этим самым бытового камня с восточной республики, с Казанского района, на территорию строительства отсутствия оборонительного движения на западе. Нужно было обеспечить людей, как мы строили оборонительный движ, всем необходимым. Даже такие, казалось бы, мелочи, как радиостанции, радиоприемники, должны были быть, находиться в военном строительстве, для того, чтобы люди оперативно могли получать важную информацию. Поскольку строительство происходило на сильное и зимнее время, то людей можно было обеспечить теплыми вещами. Такие лапти, полночи, я говорю, естественно, лапти, овощи и валенки, лапти и овощи необходимо изготовить для строителей организма содержания. А вот следующий слайд показательный. Один из армейских управлений, который курировал в том числе строительство организма рубежа, оно выходило особенно помощь Чувашской республики с тем, что людей нужно было продовольствие, что, разумеется, самое понятно. Это были овощи, картофель, капуста, много другое. Это каждое может иметь нормы, которые выделялись на одного человека на месяц. И люди, которые призывались на строительство, они были организованы, они понятия не имели, на какое количество времени их призывают. И многих из них не было большого количества ключей, вообще теплых ключей, для чтобы было продовольствие. Были случаи, когда люди очень помогали. Не всегда продовольствие представлялось непосредственно из колхоза. Порой оно везлось откуда-то, некоторое количество часов, например. И вы понимаете, что происходит с продовольствием, с продуктами зимой. А вы понимаете, как что она просто промерзает. Ну, такой вот продукция, потому что приходилось есть экономическими строительными средствами рубежа. Отдельный вопрос – это обеспечение людей чистой питьевой водой. В зимнее время, напоминается, нужно было обеспечить
графики, если обеспечить полевые цикли прямо на строительстве, прямо на самом рубеже и обеспечить ее чистой водой. То есть это удалось сделать, поэтому было очень значительно все-таки определенное количество вспышек инфекционных заболеваний. Каких заболеваний? Это и трахома, это и ночной тиф, даже присутствующие были, это были респираторные вирусные заболевания, были случаи болезней и даже смертей строительного рубежа. Точные данные эффект пока не могу открыть, либо они не исключены еще. Вот эти данные точно нет. Но в случае того, что люди болели и погибали, нам известно, в том числе и из запинов, и из воспоминаний. Также следует отметить, что среди строителей рубежей было развернуто соцсоревнование в этом приказе 15 полиния, если видишь доклада Сталина, который говорил о том, что важно не просто производить технику, танки, самолеты, важно также устроить противотанковые сооружения, районы и оборонительные сооружения. И это было один из таких поводов идеологических для того, чтобы в том числе строить сооружения и соревноваться строителей между друг другом. Почему? Это фрагмент отчетного документа, когда все уже сооружения были построены, официально это 21 января 1902 года по собственному рубежу. И вот здесь представлено по одному из районов, какие же это были сооружения. Это были дзоты, это были землянки, это были площадки армейские. Дотов привычных нам, то есть бетонных сооружений, давайте конечно, в вашей республике не было. Максимум были бетонные приметные плотаки. Они еще с вами поговорим. Также представлен фактически уникальный документ. Это схема Алатырского района. Алатырь это город Чувашской ССР, некогда сибирский древний город, в котором находилась железная дорога, в котором находились промышленные предприятия, в том числе эвакуированные склад Чувашу, войны. Один из них, например, военный склад из Торжева, следующий это военный завод «Арсенал». Почему еще важно было взять этот город Алатырь, скажем, не Чебоксары, столица нашей республики, а именно Алатырь, потому что Алатырь, находясь на Суме, занимал ключевую высоту. Та сторона, которая владела этим городом, надолго и на большое расстояние вверх вниз по Суме, контролировала переправу через этот рейд. Поэтому в отношении Алатыря подход был такой отдельный и особый, что говорится. Так, система сооружений, так называемых два районов, батальонных районов, в которых в случае чего занимается частная красная армия. 21 января 1902 года мы официально считаем окончание строительства Сумского рубежа, потому что в этот день на имя Лаврентия Павловича Берия, в том числе было направлено такое письмо о том, что Сумский оборонительный рубеж построен. Было вынуто из земли более 3 миллионов кубометров земли, было построено 1600 огней точек по значению 1500 землянок. Колоссальное количество работ было проделано, из вакансия, можно видеть на западной границе черным цветом обозначен как раз систематически этот самый Сумский оборонительный рубеж на территории Чувашской республики. Длина по фронту этого рубежа составляла 200 километров. Важно? 18 марта 1942 года строители рубежа, те, кто проявился при строительстве рубежа, Казанского года, может, Суханков Чувашской республики и высшие исполняющие органы, награжден такой почетный грамотой. В тексте этой статьи является за строительство именно Сумского оборонительного рубежа. Это непонятно. Многие документы, тем более тогда, в войне, и даже сейчас, связанные с строительством рубежа, оставались и остаются исключенными. Звучит прямо о том, что это грамота за строительство Сумского рубежа было бы преступлением в отношении государственных тайн. Еще один документ. Нельзя все рассказывать в розовых очках о том, что так здорово чувашский народ и жители Чувашии в порыве строили эти рубежи, Сумские, Казанские.
и что не было как дезертиров. Вот перед вами такой документ, справка из народных судов. Часть статьи 59 через 6 уголовного кодекса Советского Союза на тот момент. Более 200 человек за октябрь, ноябрь 1941 года было осуждено. Вот эта статья звучит как отказ при планировании в условиях военного времени от внесения налогов или от выполнения повинностей. В частности, военного транспорта, военно-конской, военно-полночной, военно-силовой и так далее. Советские рубежи тоже к этому относились. Но учитывая то, что строил рубежи более 170 тысяч человек, число 200 в нашем связанном месте, оно теряется, оно является нашей картой региона. В такие случаи тоже было об этом справедливо сказать. Следует отметить, что слушатели обратили рубеж на территории Чувашии, это был зимний рубеж. Синий рубеж, зимний рубеж имеет соответствующую маскировку. Его задача была остановить врага прямо здесь и сейчас. И мы видим документ, такой Шевельницкий район, благословенного комиссара Чувашской республики от 21 марта 1942 года. Вывод, приведенный в конце этого письма, угрожает с учетом планированного развития суды все сооружения, смысл где прибежат пределы Шевельницкого административного района, окажется под водой. Промежуток примерно с 10 апреля по 30 мая. Очевидно, подобная ситуация складывалась не только на территории одного района, могла и других районов, но все-таки цель этого рубежа изначально была остановить врага прямо здесь и сейчас. В дальнейшем эти сооружения, эти рубежи, они ремонтировались, восстанавливались, и работа была продолжена в 1942 году, в июне 1942 года до их восстановления. И уже 29 октября 1942 года готовили этот рубеж к зиме, но уже в 1942-1943 году. Потому что враг от Москвы хоть отошел, он не отошел далеко от Волги. В 1942-1943 год развивался дикий загон Сталинград. Пример документа 1943 год о том, что необходимо было расчищать самые оборонительные сооружения, ремонтировать, восстанавливать их. И все это длилось вплоть до 18 марта 1944 года, когда было принято постановление о ликвидации тыловых оборонительных сооружений, возведенных на территории нашей республики. Одна часть оборонительных сооружений была полностью разобрана на материалы, а другая отдана под помощь хранилища и полевые ставы, то есть была отдана для хозяйственных нужд. Перечисленные природные условия, хозяйственная деятельность человека, они сильно осложняют работу по поиску экспонатов, музейщик говорил об этом, восстановление всех деталей, связанных с узким и казанским оборонительными рубежами. В принципе, у меня на этом выступление заканчивается, не хочу отнимать много времени. Я лишь подытожу, что создание оборонительных рубежей стало поистине всенародным делом. Чуваши в течение 41-44 году, как их строительство и дальнейшее движение, привлекались десятки, даже сотни тысяч людей. Это было поистине народный подвиг, проявивший единство армии и гражданского населения. Ценой неимоверных человеческих усилий рубежи были построены короткие сроки, к счастью, когда они не служили после его назначения. На этом я все. Я передаю слово коллеге. Спасибо большое за такой доступный хороший материал, Антон Алексеевич. И мы с вами отправляемся в Республику Марий Эл. О том, как возводился оборонительный рубеж на территории Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны, можно будет узнать из сообщения Ольги Анатольевны Кошкиной, кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории имени Васильева. Ольга Анатольевна, предоставляем вам слово. Спасибо большое. Приветствую всех участников онлайн-экспедиции. И тоже сейчас представлю вам небольшую презентацию. Так, но, к сожалению, почему-то не дает. Да, вот сейчас, секундочку. Еще раз попробуй. Да, видно, да, сейчас? Видно, да. Так, значит, все нормально.
Ну, Если хорошо. мы не видим, замечательно, Ольга Анатольевна. Да, да, все хорошо, пока так будем демонстрировать, чтобы время не тратить. Итак, строительство оборонительных рубежей, я как ученый сразу скажу, что это малоизученная проблема в исторической науке, поэтому очень отрадно, что проводятся такие мероприятия, и ученые регионов познакомиться со своими коллегами, да, и с теми достижениями, которые у них есть как раз по этой теме. Жители многих автономных республик и областей Советского Союза участвовали в этой грандиозной по своим масштабам работе. Как мы знаем, 30 июня 1941 года был создан Государственный комитет обороны, который как раз и проводил все крупномасштабные мероприятия по переводу промышленности на военные рельсы, по мобилизации населения в армию и в том числе на строительство оборонительных рубежей. В октябре 1941 года были созданы специальное управление для руководства возведением этих оборонительных рубежей. И вот видим слайд представленный, да, это 13 октября 1941 года, постановление Государственного комитета обороны об оборонительном строительстве. Это документ из Российского государственного архива социально-политической истории. Изначально общий срок окончания устанавливался до 10 декабря 1941 года, это всем регионам по этому документу. На территории тыловых регионов оборонительный рубеж, естественно, строился силами местного населения, но, кроме того, материально-техническое обеспечение этих строительств также ложилось на эти регионы. Строительство оборонительного рубежа относительно Марийской ССР, то есть это оборонительный рубеж по берегу Волги, оно было поручено 11-му армейскому управлению Наркомата обороны Советского Союза, и штаб этого управления располагался в городе Казань. Начальником управления был назначен майор госбезопасности Шиптеров. На территории Марийской ССР для сооружения Волжского, ну а если мы углубимся в документы Государственного комитета обороны, то правильное название Заволжского оборонительного рубежа, были созданы 2 военно-полевых строительства на территории Звениговского района. Вот у предыдущего докладчика мы видели, да, военно-полевое строительство номер 8, это Звениговский район современной республики Мариэл. И на территории Горномарийского района военно-полевое строительство номер 9. Приказом номер 1 Управления оборонительных работ Наркомата обороны от 30 октября 1941 года начальник Горномарийского строительства, это первый заместитель председателя Совнаркома Марийской ССР Григорий Иванович Кондратьев, ну а начальник Звениговского военно-полевого строительства это секретарь по лесной промышленности обкома ВКПБ Петр Васильевич Шейн. Длина оборонительного рубежа по фронту на территории Марийской республики составляла 100 километров. Срок выполнения работ был установлен в 30 суток. Линия рубежа состояла из противотанковых рвов, эскарпов, отсечных рвов, окопов, лесных завалов, ну и всех, в принципе, стандартных сооружений для такой системы. Кроме того, сюда же входили землянки, блиндажи, командные пункты, которые тоже должны были строиться. Особенностью этого оборонительного рубежа, этого строительства было то, что это не только, наверное, для Марийской, вообще для многих регионов по своим масштабам было первое массовое строительство, где было занято такое большое количество рабочей силы и инженерно-технического персонала. На строительство оборонительного рубежа были привлечены колхозники всех районов Марийской республики. Вот эта карта, архивная карта подлинная Звениговского военно-полевого строительства, она делилась на 4 строительных участка, по которым уже распределяли всех мобилизованных рабочих. На 25 декабря 1941 года на этом строительстве, на этом 8-м только военно-полевом строительстве было занято более 22 тысяч человек. Карту оборонительного рубежа Горномарийского района, к сожалению, в архивах не найдено, долго искали, много лет уже, поэтому просто по современной карте проведены участки. 45 километров по берегу Волги и делился на 3 строительных участка. По количеству человек примерно где-то 27 тысяч человек было задействовано на 9-м военно-полевом строительстве в Горномарийском районе. При таком количестве людей и в особо сложных условиях зимы фактически 41-42 года важное место, конечно, играла техника безопасности.
После проверки, которую провели, был обнаружен ряд дефектов по строительным участкам, дефекты, нарушения. Например, когда рыли эскарпы, рвы, работа часто проводилась под козырьками из мерзлой земли, что представляло само собой угрозу для жизни работающих под этим козырьком. Подвозимый материал также сваливали просто на края этих эскарпов, рвов, что могло повлечь за собой обвал. Ну и, к сожалению, из-за нарушений техники безопасности были и несчастные случаи. Такие документы, в принципе, достаточно сложно найти, но вот один из примеров я все-таки приведу. 27 ноября 1941 года на втором строительном участке 9-го военно-полевого строительства, это Горномарийское ВПС, произошел обвал, и в спецсообщении НКВД Марийской ССР от 29 ноября мы читаем: 27 ноября около 16 часов неподалеку от пристани Дубовая на спецстроительстве оборонного значения произошел обвал, в результате которого убиты насмерть члены колхоза Ишкаралинского района, 2 женщины, кроме того, 4 человека ранено. Для расследования этого факта на место происшествия выехал следователь прокуратуры. То есть такие случаи тоже, к сожалению, были. Военно-полевое строительство являлось стратегическим. Это, в принципе, был тыловой, глубоко тыловой рубеж. И необходимость такого рубежа в связи с теми событиями, которые развивались тогда на фронте, не вызывала сомнений. Но сроки строительства истекали, а оно фактически не заканчивалось. Рабочая сила уже требовалась на нужды сельского хозяйства, и следовало еще считаться и с тем, что по приказу на строительство были сняты даже часть рабочих с оборонных заводов. Строительство тылового рубежа на тот период это была первоочередная задача всех партийных и советских органов республики. Исходя из постановления Совнаркома Марийской ССР по вопросу мобилизации рабочей силы было сделано распределение этой рабочей силы по участкам, но фактически, несмотря на все эти строгие указания, рабочей силы было задействовано на обоих строительствах примерно 50% от того, что требовалось в реальности. Ну, условно говоря, работало 40 тысяч примерно человек, да, требовалось 1080. Естественно, темпы работ от этого замедлялись и сокращалась производительность труда. Кроме того, не хватало инструментов для работы в зимних условиях, не хватало зимней одежды, были поставки и перебои были в поставках продовольствия, фуража и так далее. Изначально в постановлении Бюро обкома ВКПБ и Совнаркома Марийской ССР от 11 ноября указывалось, что все рабочие мобилизуются только на 1 месяц. Но к декабрю уже становилось очевидным, что с поставленными задачами в установленные сроки просто нереально справиться. И в следующем постановлении 23 декабря уже указывалось, что все колхозники, рабочие, служащие мобилизованы на строительство до полного окончания работ. Кроме того, пытались привлечь подростков. Из города Ишкаралы присылали подростков, 300 человек на работу 25-го, 26-го, 27-го годов рождения. Но, конечно, они такие нормы выполнять просто физически не могли, поэтому либо их приходилось ставить на легкую работу, а потом уже после распоряжения главного инженера в итоге их освободили от работы на строительстве и отправили домой. Ну и хотя в целом производительность труда здесь была достаточно низкая, было много примеров и трудового героизма на этих оборонительных рубежах. На строительстве отличилось много бригад, сотни стахановцев. В каждом строительном участке было учреждено переходящее красное знамя для прорабского участка, для группы, для бригады. Ежедекадно это красное знамя передавалось. И в качестве примера, например, колхозник Иван Сивцев при реке Котлован выбрасывал глыбы мерзлой земли до 64 килограммов весом. Высокую производительность показывали колхозники других районов республики. К примеру, бригада Канганурского сельсовета Марийской ССР 12 декабря выработала в среднем по 6,8 кубических метра при норме 3,12 кубических метров, то есть на 218%. 25 декабря 1941 года Сталину была передана записка
подписанное Берией, который обосновывал необходимость освободить колхозников от строительства оборонительных рубежей. Уже не было возможности держать там рабочую силу. В результате этого было принято постановление Государственного комитета обороны 27 декабря 1941 года о сокращении строительства оборонительных рубежей. И мобилизованное на эти рубежи местное население и транспорт нескольких регионов, в том числе и Марийское, освобождались с 1 по 5 января 1942 года. И к январю 1942 года, вот сейчас на экране как раз документ-отчет по работе 9-го военно-полевого строительства. Оборонительное строительство было признано удовлетворительным после осмотра. Все законченные и незаконченные участки передавались местным сельсоветам под охрану в лице их председателей. Ну и в завершении приведу фразу ярославского профессора, доктора исторических наук Виктора Тихоновича Аниского, который писал, что все это сегодня непостижимо с помощью лома, лопаты, тачки, костра против промерзшего грунта. И, конечно, не надо сетовать на то, что построенные в срок оборонительные сооружения не пришлось использовать по прямому назначению. Строительство оборонительного рубежа и на Суре, и на Волге – все это одна из героических страниц истории Великой Отечественной войны. Для многих регионов это было первое, еще раз повторюсь, масштабное строительство, массовое. И вот в конце немножко покажу вам еще. В деревне Озерки Горномарийского района школьники местные вот сделали такую, это, правда, съемка десятилетней давности, да, но это реконструкция оборонительного рубежа. Вот несколько фотографий буквально просто пролистаю. То есть они окопы, дзоты, склад даже здесь построили. Вот так вот. Все, спасибо большое, спасибо за внимание. Спасибо большое, Ольга Анатольевна. У меня, Ольга Анатольевна, такой вопрос. На демонстрации у вас были фотографии, то есть у вас в свободном доступе фотографии строительства оборонительного рубежа на вашей территории, они имеются, да? Там единственная фотография напрямую относится к нам, там, где был зимний вид. Вот там, где они в зимней одежде, вот это фотография из нашего архива. Все остальное просто из открытых источников в качестве примера взято. Ну, кроме документов, естественно. Да, поэтому только одна фотография к нам относится. Спасибо большое. У нашей аудитории есть вопросы к спикеру? Нет. Пока нет. Уважаемые коллеги, я обращаюсь к коллегам именно с других регионов. Если мы сейчас отключимся, то предлагаю сразу после отключения заново подключиться. Мы вам ссылочку отправляли. Ну, а теперь мы передвигаемся и перемещаемся в Нижегородскую область. С чего начиналось и как продвигалось строительство Сурского оборонительного рубежа на территории Горьковской, ныне уже Нижегородской области. Ответить на этот вопрос нам Вячеслав Вениаминович Федоров, краевед, журналист, писатель, член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии Нижнего Новгорода. Вячеслав Вениаминович, предоставляем вам слово. Здравствуйте, нас слышно? Слышно и видно. Ага, видно экран? Да, видно, все замечательно. Я, наверное, не буду говорить, как проходило строительство рубежа, потому что везде оно проходило примерно одинаково. Вот. Я вам просто расскажу, для чего этот рубеж строился. Это вообще говорят, что зачем строили, когда немцы дальше Москвы не пустили. Вот. У меня есть карта, вот давайте здесь вот посмотрим мы. Видно ее? Давайте попробуем. Карту мы видим демонстрационного материала, презентационного материала. Нет, вот еще карту эту. На мольберте, да? Схемку я тут немножечко набросал. Потому что по этой карте... Видно? Видно. Вот пример. Вот та схема, которую вы видели, она вот немножко здесь. Я вам сейчас расскажу, то есть, что было в войну. Дело в том, что к лету 41 года, к осени 41 года,
сложилась очень сложная обстановка для Москвы, в первую очередь. И враг уже стоял около 200 километров от Москвы, то есть уже можно было говорить о каком-то даже захвате Москвы. И вторая танковая армия должна была прорываться вот здесь Тула, Рязань и наши эти тыловые города. Эти города наши еще были тыловыми. И вот в октябре 1941 года создалась уже такая катастрофическая обстановка, когда враг действительно мог через Тулу захвата, во-первых, это передовая у нас была. Вы немножечко, вот у вас Шнура, вы немножечко еще, сколько там, 250 километров от Горького подальше. Вот это, можно сказать, вторая линия. А мы стояли прямо на передовой. Вот здесь Ока, вот видите, здесь Волга. Для Горького, Горький не был в планах у немцев захвата его. Потому что про тыл Гитлер ничего не говорил. Ему нужно было вот здесь выстроить линию Архангельск, Астрахань. Вот на этой линии он должен был в 1941 году зимой остановиться, и Горький стоял как раз на этой линии. Волга, вот видите? И по Волге вот он туда должен был до Астрахани. Это была передовая линия. И Горького не в планах захвата не было. Но немцы, они очень интересно строили войну. У них были оперативные планы и планы на будущее. Они касались экономики уже. То есть, если бы, допустим, они хотели захватить там Горький, они бы его раздолбили осенью 1941 года, как потом они сделали в 1943 году 8 налетов, и автозавода не стало, еще несколько заводов не стало. Вот. А здесь Гитлер берег эти города тыловые. Вот Горький, Ярославль, Саратов, это все были города. Зачем ему их было громить, когда он мог захватить? В это время был окружен Ленинград. Москву он не планировал брать, это самое главное. Но в августе 1941 года в Горше состоялось совещание Генералитета, и уже они планировали, что делать с Москвой. Брать ее или также окружить. Гитлер был за то, чтобы окружить, потому что зачем гробить столько людей, солдат, чтобы взять просто дома, условно. Вот. И он, там у него были планы взорвать плотину, там затопить Москву, там все было. Но брать он ее не хотел. Генералитет заставил его, иначе, говорит, у нас война впустую как бы идет, и нет такого политического значения. Москву надо брать. Вот. Горький, было у них разведка наша сработала, ведь, видите, война идет отсюда, а вот этот рубеж, один из вот этих ветвей рубежа обороны, с тыла Арзамас и дальше Сура идет. То есть зачем вот эту линию строили? Она как бы по логике она не нужна, поскольку она вообще это самое далеко. И видите, как вот этим полукольцом. Вот. То есть какая-то непонятная конструкция здесь получается. А обводы строили и по Волге окопы, и по Оке вывод, делали. И вот эта вот дуга, она от Волги до Волги. Вот здесь образуется такой мыс как бы. И Горький очень хорошо окружался. Он находился как бы на этой части, и его просто окружали. Должны были, то есть опасность была, что его окружат. И у Гудериана, вторая вот эта ударная армия, у него танковая, она шла беспрепятственно практически до Тулы. И в Туле
ее остановили. Ее остановили, поменяли Гудериана там на другого генерала. Танковая армия была истощена. А она должна была как идти? Она должна была идти через Тулу на Муром, переправляться через Аку и оказываться вот в этих пространствах наших, Арзамаса там. И тогда уже вот этот ваш Сурский рубеж, он логически как-то оправдывается. То есть, если, значит, Горький был захвачен, значит, следующий уже рубеж ваш был. Горький, вот эта линия, она далека, как видите, от Москвы, и она строилась в тылу. Это от Горького, значит, получается у нас 100 километров от Горького. Вот это самое, у нас протяженность рубежа 1100 километров. Вот. Строило где-то около 500 000 людей было, значит, на этом строительстве занято. И ну, то также примерно в те же сроки закончили в январе. И вот это укрепление было очень, в общем-то, мощным. Почему? Вот если взять, немцы планировали как? Они через, вот я говорю, через, значит, по Оке, через Муром, и оказывались вот в этом пространстве. В этом пространстве ничего не было. Здесь к городу подходила одна дорога железная. Вот сейчас я перерисую. Вот такая дорога. И все. Если они блокировали бы реку Волгу, допустим, откуда-то, отсюда зашли, вот они там с Иваново, на Ярославль планировали, они бы отрезали Волгу, Аку, и Горький оказывался бы в кольце, если бы они это пространство захватили. А у них был план, что в октябре 1941 года быть в Арзамасе. То есть вот они переправлялись сюда, и танковая армия останавливалась в Арзамасе. И отсюда уже наступала бы на Горький. И отсюда могла наступать куда угодно уже. Вот поэтому Сурский рубеж был тоже сделан, чтобы... то есть Арзамас был центром наступления практически. Должен был быть в разные стороны. Тут войск не было никаких. Там были запасные полки, формировались что-то там. Ну вот у вас там какие дивизии формировались там. Но это все было... То есть они могли формироваться, могли не формироваться, если там какая-то была опасность. Вот поэтому и вот этот рубеж делался. Вот. И вот, ну, по Волге он уже вот Марий Эл там захватывал, там Пенза, там Сура уходил сюда. Вот. И вот этот рубеж должен был встречать врага с тыла. Знаете? То есть понятно, что через Волгу он не пойдет, там попробуйте переправьтесь через Волгу и через Аку. Через Аку далеко там было переправиться. Там леса были, болота, особенно вот в этой подмосковной части. И можно было через Аку пройти, и через Муром можно было пройти. Потом была еще одна у них такая операция захвата вот этого плацдарма воздушным способом. То есть высадить сюда многотысячный, можно сказать, десант. И вот это все наводнить, естественно, немцами. Вот, и даже был план, что, значит, формирование этого десанта и снабжение воздушным путем, то есть по самолетам. То есть здесь была бы еще советская, там, допустим, территория, где-то наша, а Арзамас мог уже быть захвачен, и войска могли идти или туда, куда хотите. То есть там до Чебоксар уже 200 километров оставалось, даже, наверное, меньше. Вот. И до Горького, там, от Арзамаса 110. То есть реальность захвата была. То есть у нас была прямая опасность. Вот. Если у вас еще там немножечко вы подальше, то у нас была прямая опасность захвата Горького.
Сроков никто не устанавливал, потому что надо что их устанавливать, если понятно, что этот рубеж будет сопротивляться. И понятно, что немцы его будут в разных местах пробивать где-то там, смотреть, где лучше, где вот. И потихоньку сжимать это кольцо. А у Горького судьба была бы даже еще хуже, чем у Ленинграда. У Ленинграда было несколько путей, когда можно было вот тоже это Валага зимой продукты там, значит, подвозить. А Горький нет, если реки перерезаны, и вот это перерезана железная дорога, а тут даже моста не было ни одного в сам город. Было только вот, то есть город, самые эшелоны могли не идти. Он был очень неудобно сделан. Вот это все. То есть вот эта структура вся еще была не освоена, видимо. Вот. И Горький бы, значит, ну, понятно, что здесь большая оборонная промышленность была, и народу было очень много. Значит, и тот, кто привозили в Сил, детей, там все, это все могло быть захвачено. Вот примерно вот такая вот картина. Ну, а дальше я вот не буду там рассказывать, как у нас там трудились, потому что, ну, это примерно одинаково было. Но у нас были, ну, тоже, вот там и списки наградные были, и все. Мы это все в архиве. Мы занимаемся этим поиском 16 лет. Вот, начали с 2004 года, и вот этот поиск. Вот, у нас выпущена книга. Сейчас покажут вам. Нет, вот эту книжечку. Давайте вот посмотрим. Вот эта книжечка. Вы знаете, нам как-то вот надо продумать еще вопрос какого-то нашего объединения. Ведь, понимаете, допустим, в районе Воротынца у нас это смыкается и Чувашия, и Мариэл. То есть устраивать какие-то вот, я не знаю, там, слеты совместные, потому что мы как-то разобщенно так все ищем, а вот так, чтобы общие картины, она как-то не прослеживается у нас. Такая. Ага, фотографии видно? Вот сейчас фотографии мы вам покажем, потому что нам повезло, у нас очень много фотографий с этих окопов. У нас был фотограф в партийной газете, Нисон Михайлович Капелюш, он имел допуск сюда. И вот сейчас мы вам просто их перелистаем, так вот посмотрите. То есть, если вам что-то будет нужно, ну, для иллюстрации каких-то там еще что-то, мы можем это все вам выслать. Фотографии видны? Да, видим. Вот такие примерно фотографии. У нас, значит, девчушка одна, значит, она была бригадир комсомольской молодежной бригады, награждена была орденом Ленина даже. Вот видите, вот видно, что мать, там прямо видно с этими лопатами. Вот это, ага. Вот видите, видимо, дочь и мать, лицо-то одно и то же. Вот. Так что тут, ну, вот. И вот в этой книжечке вот она издана 11 лет назад у нас, как раз в этом году 80 лет вот этим окопам. А мы это делали к 70-летию. Мы ее делали быстро. А я, поскольку работаю в газете, у меня есть возможности, значит, это все раскручивать было. Мы обратились, естественно, к нашим читателям. Мы получили больше 300 писем от наших читателей, кто принимал участие. Ну, там разные письма всякие, и горестные, и где-то, может быть, радостные, там, каких-то побед. Вот, поэтому здесь много мы такой работы. И мы как раз застали это вовремя, потому что сейчас уже практически никого не остается из этих женщин. А в основном писали женщины, потому что всех мужчин, которые были
на этих окопах, их призвали в армию, а поскольку это сельское население было, в основном они как-то с войны не вернулись. И воспоминаний только, большинство воспоминаний было такого женского. Ну, а поскольку, значит, это были, ну, девчонки, ну, что они там могут рассказать такого, там, где-то стратегического? Конечно, они какие-то бытовые вещи описывали, как тяжело было, как все. Вот смотрите, вот эта фотография, вот у нас вот эти 4 женщины живы до сих пор. И, значит, Самый первый ряд. Самый первый ряд стоят. Вот. Самый первый ряд, какая фотография по счету? Увеличить. Нет, вот А вот вы не сейчас. смогли бы увеличить, потому что мы видим все фотографии, но, к сожалению, вот рассмотреть невозможно, потому что масштаб Вот так, очень да. маленький. Сейчас видно, нет? Нет. Крупным планом мы не видим, к сожалению. Да. Обидно. Мы видим всю Ну, мы- вашу коллекцию. Нет, ну там это самое, вам-то какая разница-то есть? Вот. Нет, Нам бы хотелось Они- посмотреть крупным Мы планом. вам перешлем. да мы вон сейчас нажмем, и они у вас будут рассматривать сколько хотите. Вот. Так что вот. Так, и я пользуюсь случаем, передаю Чувашии привет, поскольку я сам уроженец Шумерли. Ой, здорово. И вот где-то мы в этих окопах рыбу ловили, я помню, их заливала водой, говорили там, вон говорили там этих пескарей, или там головлей там пошли ловить, мальчишки. И я сейчас, тогда ничего про это, причем самое противное, интересное в этом деле, то, что все материалы были засекречены. И вот эту книгу мы написали через 2 года, значит, после рассекречивания документов. Почему они были секретными, вообще непонятно. Даже вот эти фотографии, которые, значит, мы показывали, они все были, они нигде не проходили, кроме вот этой нашей этой книги. И мы тут все это... А вы фотографии где нашли? В архивах? Нет. У нас был, я еще раз говорю, что у нас был фотограф в партийной газете. Да. Несон Михайлович Капелюш такой. Он туда никого из фотографов, естественно, не пускали. Конечно. Это все было секретное. Ну, он раза 3, наверное, туда ездил на эти окопы, снимал. Естественно, с допуском. Вот. У нас даже, значит, выходила книжечка в войну. Сейчас где-то у нас она есть. Эта самая книжечка называлась... Нижний Новгород, Вячеслав Вениаминович, то есть личная коллекция этого фотографа у вас, да? Фотографии. Да. А я его знал, ну, как нормально, поскольку я еще молодой был, там он в скорости умер, там... И он предоставил фотографии. Я с ним был связан. А потом сын остался, он нам весь этот архив грузил. И вот мы все оцифровали и вот показываем. То есть нам как-то повезло в этом плане. Ну да, потому что у нас ни одной фотографии нет, насколько я знаю. Правильно, хорошо хранили у вас тайны. Ну и несколько слов, Вячеслав Вениаминович, как память у нас сохраняется об этом? Да, значит, у нас интересно. Вот ваш губернатор за эту идею схватился как-то. Сейчас вот вам памятник там уже, значит, сделали. Да, федеральный. Вот мы видели его, такой веер. Вот. У нас с губернатором у нас немножко сложнее. Он говорил, да, мы все сделаем, но ничего не было сделано. Рейтер вас поддержал очень хорошо, издательство. Вот. И, значит, как-то вот вы стали вот там как лидирующим в этом звене нашем. И вот надо, ну как ведь, вот смотрите, Шура у нас сколько этих районов захватывает. Причем у нас же 2 райцентра на нашей стороне, Ядрин и Порецкая.
Да. Вот. И вот какие-то вот проводить такие слеты там совместные какие-то, ну вот что-то такое. Просто надо разворачивать это дело, а то получается везде, вот мы сейчас собрались и очень хорошо там обсуждаем, и значит, какие-то идеи появляются, их надо просто притворять. Вот. Ваше предложение принимаем. Но у нас идет хорошо инициатива снизу. Когда мы объявили в 2004 году о поиске, 3 года было молчание. 3 года. Ну, письма были какие-то, а вот я так думал, раньше, бывает, школа схватилась за это дело, технику, там, ребята, там все, тишина. Я думал, ну все, наверное, все заглохло в стране. Вот. Потом вдруг приезжает, там у нас в Большом Уральском районе, Тишкинская школа, говорит, а у нас мы уже на велосипеде все объехали, вот фотографии, вот кто-то. Они 3 раза, школа, вот за это дело получали по миллиону грантов. Понимаете? То есть еще дело-то оказалось выгодным, оказывается, для школ. Вот. И работа шла. У нас сейчас установлено 8 мемориальных знаков. Но это не памятники, вот, потому что у нас еще, вы знаете, там очень, поскольку вот эта же часть, это где-то порядка 200 километров, наверное, даже больше. Она перерезана дорогами, и вот на каждой дороге у нас установлены эти памятники. Это все делается школьниками, сельхозтехникум, районной администрации. Вот там, если поедете по Арзамасской трассе, там на 100-м километре, вот здесь где-то, прямо плакат, здесь проходил рубеж обороны. То есть у нас какая-то вот инициатива снизу победила инициативу сверху. Я ничего не говорю, что это плохо или хорошо, но все-таки снизу как-то надежнее получается. Вот. И вот буквально вот мы были вот здесь в Пулях, есть у нас, мы, вот эти Катунки на Волге, этот срок заканчивается, а здесь Пулях, он через Аку переходит и туда. Вот мы в Пулихе там тоже, там, они много всего делают. Вот были буквально в пятницу тоже слет такой был. Ребята приезжали, которые там участвуют в этом рубеже обороны. Ну, память мы стараемся все-таки, да, как-то сохранять и восстанавливать. И это, вы знаете, я говорю, это даже лучше, когда вот в местах этим занимаются, потому что местные жители эту тему узнают и стараются сохранить. У нас был в политехе грант был. Они тоже весь рубеж объехали, и вот сейчас там возят экскурсии. Там. А так у нас велосипедные походы туда, вот по этой части, все время идут ребята. То есть привлекают активно молодежь, да, и очень много детей вовлечены. Вот выходите на Волгу сюда, и мы к вам подъедем. Спасибо. Ну, у нас уже, да, время закончилось. Спасибо, Вячеслав Вениаминович, очень хорошо сказали. Ваше предложение мы учтем. И, думаю, в дальнейшем будем тоже сообщать совместно с вами работать. Самое главное, я считаю, есть книга, которая хранит память о строительстве, о сооружении этого оборонительного рубежа. Спасибо вам за такую работу. Вам надо как-то передать ее. Было бы здорово. Да. Ну, я думаю, потом отдельно можно будет связаться и обговорить этот вопрос передачи книги в фонд нашей библиотеки. Спасибо большое, мы будем очень рады. Фотографии мы можем переслать. Фотографии, пожалуйста, мы можем вам запулить только хоть сегодня. Хорошо, будем ждать. На мою почту можете, пожалуйста, отправить. Я буду ждать. Вот музей спрашивает фотографии, им тоже необходимые. Спасибо вам большое. Оставайтесь, пожалуйста, вместе с нами на связи, потому что у нашей аудитории и у спикеров тоже возникнут вопросы. Следующим пунктом нашей экспедиции является Мордовская республика.
Когда здесь приступили к строительству оборонительного рубежа, с какими трудностями столкнулись его участники, какие успехи были достигнуты? Раскрыть эти вопросы нам поможет Елена Владимировна Новикова, заведующая отделом обслуживания юношества и молодежи Мордовской республиканской детской библиотеки. Елена Владимировна, мы вас слушаем. Добрый день еще раз. Очень рада всех приветствовать. Приоритетным направлением деятельности Центра юношеского чтения Мордовской республиканской детской библиотеки всегда было и остается патриотическое воспитание молодежи. Формирование молодежи чувства гордости за свою страну и свой народ, уважение к ее великим свершениям и достойным страницам прошлого – это задачи, стоящие перед специалистами библиотеки. Центр юношеского чтения активно осуществляет деятельность по патриотическому воспитанию молодого поколения, сохранению и популяризации исторического, литературного, документального наследия Великой Отечественной войны, увековечиванию подвига жителей Мордовии, ветеранов войны и тружеников тыла, их героического вклада в победу и укрепление связи между ветеранами и молодежью. По этому направлению работы в библиотеке разработана программа «Патриотизм, молодежь, отечество», которая включает в себя культурно-просветительские мероприятия, выставочную, методическую, справочную, библиографическую, издательскую деятельность. 76 лет назад прозвучали последние залпы Великой Отечественной войны. Все дальше в историю уходят эти дни, и все меньше остается живых свидетелей, и тем ценнее и дороже для нас сохранившиеся сведения того времени. Сегодня мы должны снова оглянуться назад и вспомнить боевые трудовые подвиги военных лет. Среди них строительство оборонительных сооружений Волжско-Сурского оборонительного рубежа, которое осуществлялось зимой 1941-1942 году и стало самой крупной кампанией по мобилизации населения на трудовую повинность в Мордовии. Сурский оборонительный рубеж – одна из героических, но малоизвестных страниц истории Великой Отечественной войны. Оборонительные линии специальных противотанковых укреплений, отсечных рвов, лесных завалов, землянок, блиндажей, командных пунктов проходила по территории Мордовии протяженностью 80 километров, а также соседних областей и республик. Наши мероприятия, как в библиотеке, так и в республике, по данной теме проходят с молодежью в целях воспитания и уважения к истории своей страны, формирования чувства гордости за свою родину, а также развития интереса молодого поколения к военной истории нашего Отечества. К 80-летию начала строительства Сурского противотанкового оборонительного рубежа в среднеобразовательной школе номер 28 прошла литературная историческая конференция «Героические страницы Сурского рубежа». На ней присутствовали почетные гости. Китаев Михаил Сергеевич, ветеран вооруженных, полковник, заместитель председателя Совета ветеранов Республики, Палычев Алексей Валерьевич, подполковник, руководитель исполкома Мордовского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России», Викейкин Евгений Николаевич, заместитель директора, ученый-секретарь научно-исследовательского института гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия, и Прокин Петр Семенович, ветеран педагогического труда, председатель Совета ветеранов Большеберезняковского муниципального района. Они рассказали школьникам о героическом и трудовом подвиге жителей Республики Мордовия при строительстве Сурского противотанкового оборонительного рубежа, который должен был преградить гитлеровским войскам дорогу на Куйбышев, Казань, Ульяновск и другие города. Созданный трудом десятков тысяч стариков, женщин, юношей и девушек 16-17 лет из 20 районов республики. В конце мероприятия прозвучали патриотические песни в исполнении учащихся школы. Центр юношеского чтения активно взаимодействует с кадетскими классами школ Октябрьского района городского округа Саранск. Работа школы и библиотеки четко спланирована. Программа «Кадетская юность моя», по которой работает с кадетами библиотека, рассчитана на патриотическое, творческое и культурное развитие личности. Так, для кадетских классов среднеобразовательной школы номер 30 проведен героико-патриотический час «Сурский рубеж. Незабытый подвиг» о героическом подвиге мордовского народа при строительстве линии обороны.
В ходе мероприятия юное поколение познакомилось с воспоминаниями участников всех событий, собранными членами поисковых отрядов. Мероприятие сопровождалось видеоматериалом о трудовом подвиге строителей Сурского рубежа. Главными участниками Всероссийского военно-патриотического мероприятия военно-исторической реконструкции «Сурский рубеж», которое проходило в селе Николаевка Большеберезняковского района Республики Мордовия, стали казаки-кадеты поисково-патриотической дружины «Казачок» Лямберской школы номер 2 вместе с наставником Козловым Сергеем Викторовичем. Участники реконструкции перевоплотились в жители одной из деревень Большебезняковского района, чтобы воссоздать одну из героических страниц истории тыловой Мордовии. Они примерили одежду и обувь, в которой работают строители Сурского рубежа, купайки, шапки-ушанки, платки, шали, варежки, рукавицы и валенки. Взяли в руки необходимые инструменты, лопаты, пилы, топоры и ломы. Учащиеся, как и дети строители Сурского рубежа, раскапывали снег, таскали хворост и ветки деревьев, которые должны были быть использованы для разведения костров. Школьникам напомнили, что в военное время сначала разводили костры, растапливали грунт, а потом копали оттаившую землю. Ни в одном школьном учебнике, к сожалению, нет упоминаний о героическом подвиге строителей Сурского рубежа, о трудностях и испытаниях, которые они выдержали. И нам нельзя забывать о них. В Мемориальном музее военного трудового подвига 1941-1945 годов состоялся показ обсуждений фильма «Сурская оборона. Ни шагу назад», на котором присутствовали учащиеся кадетских классов городского округа Саранск. Надо сказать, что режиссером этого фильма выступил Валерий Каланов. Кстати, Сурская оборона принесла Валерию Каланову победу в конкурсе «Золотое перо» Регионального союза журналистов по итогам 2020 года. Правда, этот фильм оказался последней работой режиссера Каланова. Фильм создан на основе документальных материалов и воспоминаний непосредственных участников и посвящен 80-летию начала строительства, можно сказать, уже легендарного Сурского рубежа. Съемки вели ученые-историки НИИ гуманитарных наук Мордовии при поддержке регионального отделения Российского военного исторического общества. Воссоздать визуальный ряд помогли энтузиасты, реконструкторы Большеберезняковского военного исторического клуба во главе с Сергеем Косынкиным. Об истории создания фильма и о важности этого мероприятия ребятам рассказала заместитель председателя Общественной палаты Республики Мордовия, член наблюдательного совета проекта Наталья Владимировна Долматова. После просмотра фильма состоялось обсуждение. Говоря о героизме народа в годы войны, особенно хочется сказать о трудовых подвигах женщин. Женщина – это самое хрупкое создание на земле, но они вставали на защиту своей родины, светлого будущего и наравне с мужчинами. Их труд золотыми буквами вписан в героическую летопись истории нашей родины. Час героического портрета «Подвиг женщин» прошел в Центре юношеского чтения. Сотрудники библиотеки рассказали учащимся о женщинах, которые в тяжелейших условиях военного времени трудились в тылу, оказывая неоценимую помощь фронту. Ребята узнали, как самоотверженно в 1941 году готовились оборонять свою малую родину, наши женщины-землячки, строя Сурский рубеж. Интересным стало представленное видеоинтервью участника тех лет, уроженки села Тимар Мухортовой Анастасии Сергеевны. И вот что рассказала Анастасия Сергеевна. Давайте послушаем. Рассказывает участница строительства Сурского оборонительного рубежа Мухортова Анастасия Сергеевна. Было мне 17 лет, началась война. А нас на лошадях повезли в Тияпино. Вот, мы в Тияпино довезли нас, расставили нас по дворам, по 4 человека. И вот мы ходили с 7 до 8 часов работали, копали окопы. Да, в шахматном порядке копали окопы, да. Да, шахмат как. Тут, чтобы
она проехала, когда-то танк, чтобы проехал, она и в эту ямочку могет попасть, и в другую ямочку. В какое расстояние. Да, там командир был. Да, он командовал, на какое расстояние нам ямки рыть. Зима-то была 40 градусов. Да. Лом к рукавицам примерзал. Да. А ям-то копали метра такая вот ширины, 1,5 метра глубины. Вот. На ночь на зиму туда накладешь, а на маленько на зиму зажгешь, утром придешь, еще на штычок возьмешь. Да, и все, и пойти в другую ямку, в другую. Вот. Вот так вот только. Да. Чем кормили? Что из Тямора привозили, вот муки привезут, там хлеба испекут. Ага. И там одна была у нас, две, они все время хлеб пекли, муки привезут, они хлеб пекли. И вот всем по норме давали по куску хлеба. Вот, хлебцев вот. Обед подойдет на работе, за уголок где-нибудь станешь, вот так за уголок, прижмешься и друг к дружке, да, и поешь, да, и опять копать, и опять копать. То и картошку бы взяли, да, муки взяла, мама-то мне, ага, давай мучки я тебе положу, может, когда и блинки испекешь, да, вот. Одевали свое, что с собой было, одевал свое, что это нас одевал, никто. Нас много было тямарских. Настя Мартынова, Налька Козлова, Манька Мартынова, Налька Сизова. У нас все были тямарские. В Тияпине мы были 3 месяца. С 7 до 8 работать. Да. Хлеб с кусочек, напекут, хлеб с кусочек нам дадут. Вот мы поедим, да и опять копать. А тут прилетел разведчик. Самолет, германский самолет, разведчик. Облетел 2 раза. 2 раза облетел с таким шумом. Так вот и кидал афишки. Дамочки, мадамочки, не ройте себе ямочки. Пойдут наши танчики, заровняют ваши ямчики. Вот. Наши все-таки победили, дошли до Берлина, да. Ага. Современной молодежи я желаю работать, не покладая рук, и не обижать людей. И войны, чтобы не было войны никогда. После этого интервью хочется еще раз подчеркнуть, что мы не имеем и не имеем права и не можем забывать о подвиге простого трудового народа, который во время войны ставил все на алтарь победы. В целях сохранения памяти о Великой Отечественной войне специалисты Центра юношеского чтения для молодежи провели военно-историческую викторину «Мордовия в годы Великой Отечественной войны». Викторина включала вопросы о героях Великой Отечественной войны, уроженцах Мордовии, трудовом подвиге мордовского народа на строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей, литературе и искусстве периода Великой Отечественной войны. В России нет семьи, которая обошла бы стороной война. Все мы о ней помним. Не забываем и о подвиге советского солдата, освободившего землю от фашистов. Но не всегда вспоминаем о тех людях, которые в тылу героически рыли будущую победу, пытаясь принести пользу своим близким и родной стране. Для студентов Саранского электромеханического колледжа прошел вечер боевой славы «Война, ты в памяти навеки» с председателем комиссии Совета и Комитета ветеранов Республики Мордовия Королевым Юрием Михайловичем. Молодые люди услышали рассказ гостя об уроженцах Мордовии, воевавших в годы войны, о подвигах женщин и детей в тылу и на фронте, о жизни и об успехах ветеранской организации. Присутствующие задавали множество вопросов о людях той эпохи, о победе и принимали живое участие в беседе. Юрий Михайлович напомнил молодежи, как важно помнить о войне,
чтобы она не повторилась. Есть такие события, которые не стираются из памяти народа, а с каждым годом приобретают особенную значимость, становятся бессмертными. Война явилась тяжелым испытанием для нашего народа. Жители Мордовии достойно выполнили свой долг на фронте в тылу, внесли заметный вклад в победу. Для нас тех событий навсегда останутся примером трудового героизма мордовского народа. Военно-исторический репортаж «Сурский рубеж. Трудовой подвиг народа» для учащихся средней образовательной школы номер 32 начался с прочтения стихотворения Николая Майорова на Сурском оборонительном рубеже. Из представленной презентации «Сурский рубеж. Как это было» ребята узнали о том, как было принято решение строить оборонительные укрепления в тылу и какую значимость имело это строительство. Память о Сурском рубеже объединила всю Республику Мордовия. Снимаются фильмы, создаются сооружения, сочиняются песни и стихи, посвященные этому историческому событию. И мне бы хотелось в качестве рекомендации предложить подготовить литературную постановку «Подвиг в тылу», где бы уютный библиотечный зал превратился в землянку, в которой будет показана нелегкая судьба тружеников Сурского рубежа. Реальные события тех времен и творческая фантазия – все это может объединить в себе постановка. За основу можно взять исторические факты, письма, документы, рассказы участников строительства рубежа. А сам сюжет будет строиться на воспоминаниях очевидцев, которым пришлось в холодную зиму 1941 года строить оборонительные рубежи. В постановке прозвучат стихи и песни о войне. Цель литературно-театральной постановки – познакомить молодежь с историческими фактами строительства рубежа, жизнью людей, которые ценой неимоверных усилий в жесточайших условиях суровой зимы за рекордный срок возвели линию оборонительных укреплений. Предоставить возможность молодому поколению, а именно учащимся школ, студентам, самим стать главными героями литературно-театральной постановки и окунуться в то далекое, трудное время и осознать, насколько тяжелым испытанием была война, и понять, как ковалась победа в тылу. А также избавить молодежь от склонности романтизировать войну, увести от поверхностного восприятия истории. Поколение ветеранов и тружеников тыла оставило нам бесценное наследие. Нашу землю, славную историю, яркую культуру, великий родной язык. Мы – народ-победитель. Это большая честь и огромная ответственность. И наша задача – сделать все, чтобы каждый молодой человек мог сказать: мы помним. А библиотеки всеми доступными средствами будут поддерживать эту память. Спасибо за внимание. У меня все. Спасибо, Елена Владимировна. А можно вам вопрос? Елена Владимировна, есть ли у вас какие-то статистические данные о строительстве этого данного оборонительного рубежа? То есть сколько человек участвовало, сколько грунта было вынуто, сколько военных объектов было сооружено на территории Мордовской области, ну и так далее. К сожалению, у нас есть, но я вот не взяла эти факты. Вот сейчас я решила, что у нас беседа построится о тех мероприятиях, которые проходят вот в нашей именно библиотеке. Вот, и поэтому у меня сейчас вот нет. А так, да, есть у нас статистические данные, да. А книга есть ли у вас, посвященная как раз оборонительному рубежу на территории вашей? К сожалению, нет. Данной книги такой нет в библиотеке у нас. Ну, это работа, наверное, на будущее, да? Да, работа будет еще вестись, и мы будем продолжать эту работу и встречаться с людьми, с историками, краеведами, которые, я думаю, нам еще и помогут окончательно разобраться вот в этом мероприятии. Спасибо большое, Елена Владимировна. Передвигаемся мы по маршруту Сурского оборонительного рубежа. И мы перемещаемся в Ульяновскую область. Какова общая протяженность рассматриваемого нами объекта, военного объекта 1941 года? Какой объем грунта был поднят? Какие объекты были сооружены? Об этом и о многом другом поведает нам Андрей Геннадьевич Пашкин, директор Государственного архива новейшей истории Ульяновской области. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня слышно? Да, и слышно, и видно. Да, очень рад вас видеть, очень рад участвовать в таком
светлом мероприятии. Очень рад видеть Федора Николаевича, коллегу, архивиста. Ну, собственно говоря, свое внимание я хочу сосредоточить на партийных документах и, скажем так, наверное, на их основе и представить ход строительства и, наверное, рассмотреть основные его, как сказать, проблемы, основополагающие моменты и то, что на сегодняшний момент можно получить из исторических источников. Сразу оговорю, что на момент 1941 года Куйбышевская область – это достаточно крупная территориальное образование, которое включало в себя до 60 сельских районов и в том числе и крупные города, промышленные центры. Это Куйбышев, Сызрань, Ульяновск, Меликес, Чапаевск. И поэтому рассматривать буду в комплексе двух архивов. Это Государственного архива социально-политической истории Самарской области и нашего архива новейшей истории в Ульяновской области. Ибо документы, собственно говоря, однотипны, и одно из другого проанализировано быть не может. Значит, что можно почерпнуть из партийных документов? А фонды обкома – это, на самом деле, кладезь информации за исключением статистики. Вот единственное, чем страдают партийные документы, на самом деле, это достаточно отрывистые статистические материалы, которые требуют привлечения советских фондов. Фонды районных и городских комитетов партии – это иллюстративная часть непосредственно самого процесса мобилизации населения, строительства, обеспечения строительства, выполнения контрольно-надзорных функций, потому что зачастую ответственность за возведение участков рубежа перекладывалась с начальников военно-полевого строительства на руководство районных комитетов партии, которые там были. А соответственно все районы так или иначе отвечали за мобилизацию. При анализе партийных документов могу сказать, сразу в глаза бросился один факт. Планирование, к сожалению, проводилось исходя из довоенных статистических данных. Этот вывод был сделан на основании того, что, во-первых, по всей области планировалось привлечь на строительство сначала 287 тысяч человек, а затем эта цифра мягко увеличилась где-то спустя 2 недели до 300 тысяч. Сейчас речь я веду об октябре месяце. И, кроме того, фигурировало, даже вот я сейчас скажу, привлечение на строительство 1300 автомобилей, около 1000 гусеничных тракторов, 2000 колесных тракторов. Это достаточно общие цифры, потому что мелкие на слух восприниматься не будут. Где свыше 40 тысяч лошадей. И плюс к этому еще прибавлялось 39 тысяч человек из Пензенской и Саратовской областей, из близлежащих районов, которые также предполагалось стягивать на строительство. Дело в том, что такими людскими ресурсами ни Куйбышевская область, ни соседние регионы не обладали. Это во-первых. Потому что на момент октября уже достаточно хорошо была проведена мобилизация в действующую армию, была проведена мобилизация в нестроевые части, которые тоже имелись на территории Куйбышевской области. И второй момент – это мобилизация техники. В августе месяце из Куйбышевской области на фронт была направлена, можно сказать, почти вся действующая автомобильная техника и все тракторы. Для действующего фронта они требовались, и для того, чтобы выполнить норматив,
при отсутствии запасных частей из нескольких машин собирали одну действующую. И в итоге к октябрю месяцу, когда было необходимо мобилизовать на военно-полевое строительство 1300 автомобилей, на самом деле в одном сельском районе Куйбышевской области, это средние показатели, имелось действующих 5-6 грузовых автомобилей. Аналогичная ситуация была и с тракторами. То есть по факту, да, статистически они оставались даже после мобилизации. А на самом деле, как писали в документах, это была груда металлолома, которую, ну, скажем так, невозможно было никуда переместить. Вот это первый очень хороший момент, который ясно объясняет партийные документы. И Куйбышевский обком, рассматривая на, скажем так, узком заседании бюро тему строительства оборонительного рубежа, достаточно сразу члены бюро дали понять о том, что выполнить и мобилизацию населения, и мобилизацию техники в таком объеме, к сожалению, невозможно, потому что нет ресурсов. Они отсутствовали. Но, тем не менее, были цифры спущены сверху, план был утвержден, и сама по себе мобилизационная кампания прошла. Да, достаточно тяжеловато. Надо сказать о том, что сжатые сроки проведения мобилизации населения не позволили, скажем так, четко отработать всю логистику перемещения людей. И в партийных документах, в особенности в жалобах, которые направлялись и в районные организации, и в обком партии, содержится очень много описаний того, как люди доезжали до оборонительного рубежа. И зачастую получалось так, что приезжали на место проведения работ, да, там обычно либо голый лес, либо голое поле, никаких хозяйственных строений почти предусмотрено не было, везло тем военно-полевым строительством, в районах которых располагались летние пионерские лагеря, куда участников строительства и расселяли. А второй момент, который позволяет реконструировать партийные документы, это снабжение лиц мобилизованных. Снабжение осуществлялось через систему потреб кооперации, и в условиях лимитированной экономики военного периода, конечно, ничем хорошим, к сожалению, как бы сказать, не способствовал строителям. Потому что называется, одно наложилось на другое. Лица, мобилизованные из сельской местности, вернее, там, относящиеся к категории колхозников и единоличников, находились на самоснабжении. То бишь продовольствием их должно было обеспечивать их же направившие учреждения сельского хозяйства. Что касается мобилизованных из города, ситуация была абсолютно противоположной. То есть, как я уже сказал, это система потреб кооперации, что требовало очень значительного перераспределения лимитов. В условиях 1941 года тоже не могло быть выполненным в столь кратчайшие сроки. То есть, если бы военно-полевое строительство планировалось, условно говоря, и разрабатывалось, например, еще в довоенное время, то, полагаю, особых проблем бы оно не вызвало. Потому что в целом процент лиц, уклонившихся от мобилизации, был очень низкий. И если мы говорим от реально работавших на строительных рубежах 127 тысяч человек, это четкая статистика, которая была к декабрю месяцу к концу декабря 1941 года, то, в принципе, все вполне можно было всех обеспечить и все это сделать. И это мнение, притом, даже не столько мое как историка, сколько это мнение членов бюро Куйбышевского обкома партии.
Очень интересна переписка Куйбышевского обкома с горкомами и райкомами. Значит, чего она касалась, да? То есть первые, скажем так, первые корреспонденции, которые поступили из обкома, это нормы мобилизации населения и порядок его перемещения, порядок снабжения. Надо сказать, что все райкомы благополучно приняли, но примерно в течение 3-4 дней и изо всех 50 с лишним районных комитетов и из городских комитетов поступили ответы с просьбой как минимум в 2 раза снизить норму того населения, которое предстояло мобилизовать. Притом надо сказать, что райком партии шли на достаточно интересные шаги, как бы, когда им первый раз не было дозволено снизить нормативы, они мобилизованному населению на основании своих же решений, например, выдавали предписание о нахождении на военно-полевом строительстве не на весь период работы, а, к примеру, на срок там, до 10 дней. И особенно отличился в этом Чердаклинский райком, когда мобилизованные из этого района затратили на путь до строительства и возвращения обратно больше времени, нежели, скажем так, они на нем находились. И вот такая отладка отношений между обкомом и райкомами, она продолжалась вплоть до января 1942 года. То есть это нескончаемая переписка. Потом вторым моментом стал письменный, ну, скажем так, не отказ, мягкий отказ районов мобилизации необходимой техники, потому что этой техники просто не имелось. И надо сказать, что здесь в честь председателей и райисполкомов, и районных комитетов партии о том, что они, не боясь, говорили о том, что техника отсутствует, а та, которая есть, в общем-то, несколько машин, они все заняты в сельском хозяйстве, ибо урожай надо было убирать, а рабочих рук не хватало катастрофически. И третий момент, который, наверное, скажем так, тоже не был учтен при планировании, это мобилизация колесных тракторов. В условиях того, что уже к 20 октября погода, скажем так, была достаточно неприятная, а в начале ноября 1941 года были уже морозы, колесные тракторы задействованы в работах быть не могли. Смысла от них никакого не было. И об этом в обком сообщали как начальники военно-полевого строительства, так и непосредственно районные комитеты партии, которые просили отозвать трактора, поставить их на ремонт. В итоге, скажем так, к этому выводу пришел и Куйбышевский обком, об этом я скажу немножко позже в завершении. Но, тем не менее, изначально эта просьба была не удовлетворена. Кроме того, использовать технику не было никакой возможности из-за отсутствия горюче-смазочных материалов. И опять же, организаторы военно-полевого строительства уперлись в перераспределение лимитов, которые снова провести было очень тяжело. Поэтому где-то на начало ноября горюче-смазочные материалы еще имелись. К концу ноября 80% мобилизованной техники простаивало без горюче-смазочных материалов. И вот таким образом мы все-таки приходим к тому, что да, единственным возможным на военно-полевом строительстве в этих условиях был ручной труд. И здесь надо обратить внимание уже на вопрос, на проблему дезертирств с военно-полевого строительства. Сразу скажу, квалифицировалось оно по статье 59, часть 3,
что относилось к категории особо опасных преступлений против порядка управления. Это достаточно серьезная категория, которая, скажем так, была достаточно рядом с 58-й статьей, известной нам. Но как бы изначально дезертирств как таковых не было. Были опоздания, которые причислялись к дезертирствам, были задержки в пути. Скажем так, я обойду этот вопрос, наверное, потому что, ну, надо понимать, плохое снабжение, отсутствие необходимых бытовых условий, конечно, оно способствовало росту. Было, скажем так, две волны дезертирств. Первую удалось погасить в ноябре месяце, когда изменили систему снабжения продуктами, когда очень удачно Куйбышевский обком провел кампанию по сбору помощи участникам строительства, аналогично сбору помощи фронтовикам и семьям фронтовиков. То есть, если, например, колхоз не имел возможности направить продукты питания, эти продукты питания могли направить родственники и друзья. И вот первую волну дезертирств это погасил. Вторая волна дезертирств была связана с тем, что люди находились на строительстве уже более 2 месяцев, и, собственно, к декабрю 1941 года их ресурс к концу декабря, он просто-напросто закончился. И вот, подытоживая все, 30 декабря, если я не ошибаюсь, 1941 года Куйбышевский обком пишет в Совет народных комиссаров достаточно значительное письмо. В этом письме обком резко, повторюсь, то, чего в партийных документах можно встретить достаточно нечасто, в резкой форме обком, во-первых, просит разрешить использование взрывных работ, потому что иного выхода выемки грунта нет. Норма выемки грунта составляла от 1 до 2 кубометров на человека. Реально то, что мог своими силами в условиях зимнего периода значит, выкопать человек, это 0,1 кубометра. То есть без использования техники это было невозможно. Во-вторых, Куйбышевский обком просил разрешения отозвать всю технику со строительства, поскольку она не использовалась, и направить ее в сельское хозяйство, которое уже находилось в глубоком прорыве к тому моменту. И третьим предложением было просто закончить строительство оборонительного рубежа и распустить колхозников заниматься сельским хозяйством, рабочих в промышленность, потому что, собственно, все, что можно было сделать, уже было сделано, а производимые далее работы не имели никакого смысла. Началась зима. Совет народных комиссаров ответил неофициальным письмом, потому что оно, к сожалению, не имеет ни входящего, ни исходящего номера, где он порекомендовал то, что не завершено, до конца завершить, и в январе 1942 года уже, собственно говоря, начать распускать людей. Итогом кампании стало возведение. Да, оборонительная черта была возведена, она была жизнеспособна. И она была жизнеспособна, что доказано одним интересным фактом. Весной 1942 года, когда было необходимо провести расконсервацию объектов и их обследование, группы, которые пришли осматривать значит, уже готовые строения оборонительного рубежа, выявили там достаточно большое количество криминального элемента и различных дезертиров, которые там благополучно обитали.
Вот. И, во-вторых, на момент лета 1942 года, конечно, Куйбышевский оборонительный рубеж вполне мог стать реально фронтовым оборонительным рубежом, потому что до Сталинграда было меньше 600 километров до действующего фронта. И расконсервировали его достаточно быстро отремонтировали, и, собственно, он был готов. И одно, что достаточно сильно волновало Куйбышев летом 1942 года, это необходимость проведения оборонительной операции на этом рубеже. Дело в том, что к тому моменту было достаточно хорошо ясно, что оборонительные мероприятия, проводимые на прифронтовой территории, это сфера ответственности не столько действующей армии, сколько местных партийных организаций и органов исполнительной власти. И вот исходя из этого, Куйбышев очень-очень быстро подготовил письмо в Центральный комитет партии, где помимо следующих причин о необходимости выделения Ульяновской области, скажем так, одной строчкой было прописано о том, что, собственно, Ульяновск – это уже готовый центр проведения оборонительных мероприятий, поскольку Ульяновская область, она как раз огорожена оборонительным рубежом с юга и с запада. Вот. А Куйбышев этого сделать не может, так как от всей оборонительной линии Куйбышев отделен рекой Волгой, Самарской Лукой, собственно, естественные преграды. Вот таким вот образом. Поэтому комплекс документов большой. Я надеюсь, что он найдет еще своего исследователя, ибо есть материалы комсомольских комитетов, которые в большом объеме раскрывают повседневность строительного и оборонительного рубежа. Но на сегодняшний момент я могу четко сказать по двум архивам, к сожалению, крайне малочисленны и разрозненные документы личного происхождения. В свое время по неизвестным для меня причинам они не были собраны, но вот сейчас это тот момент, скажем так, который мы пытаемся немножко снивелировать, и хотя бы уже у родственников тех, у потомков тех, кто участвовал в строительстве оборонительного рубежа, эти воспоминания собрать. И да, еще, уважаемые коллеги, отмечу, говоря о дезертирстве, надо помнить то, что в процентном соотношении 74% занятых на строительстве оборонительного рубежа это женщины и девушки, вот, из которых еще 18% это молодежь в возрасте до 16 лет. То есть вот достаточно, как мы с вами понимаем, это суровые условия. На этом все. Если у кого есть какие-то вопросы, готов ответить. Спасибо большое, Андрей Геннадьевич. У меня вопрос. Поясните, пожалуйста, нашей аудитории, нашим читателям. В своем выступлении вы в основном упоминали не Ульяновскую область, а Куйбышевскую область. Почему упоминал? Потому что Ульяновская область была образована 19 января 1943 года путем выделения 24 районов из состава Куйбышевской области и 2 районов из состава Пензенской области. То есть, таким образом, на момент 1941 года Куйбышевская область, Ульяновская область – это один регион большой, но, скажем так, совпало, что оборонительное строительство, оно велось в основном на территории будущей Ульяновской области. То есть на современной территории нынешней Ульяновской области. Нынешней Ульяновской области, да. Спасибо большое, потому что мы-то знаем, а наши читатели об этом не знают. И спасибо, что вы пояснили нам этот данный вопрос. У нашей аудитории есть вопросы к спикеру? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, что нашли время и присоединились к нам, Андрей Геннадьевич.
И далее мы передвигаемся по нашему маршруту, по маршруту Сурского оборонительного рубежа. И о трудовом подвиге строителей Пензенской области нам расскажет Елена Васильевна, главный библиограф Пензенской областной библиотеки для детей и юношества. Елена Васильевна, мы вас слушаем. Здравствуйте. Сейчас я подключу презентацию. Все, большое спасибо. 80 лет назад началась Великая Отечественная война, но памятный день 22 июня 1941 года, когда мирная жизнь нашей страны была прервана, навсегда останется в народной памяти. На территории Пензенской области военных действий не было, однако напоминания о Великой Отечественной войне повсюду, от монумента воинской и трудовой славы на проспекте Победы и памятника проводы в Пензе до небольших табличек. Здесь располагался госпиталь в районах области. А есть места, причастность которых к той поре пока не обозначена никакими указателями. Но те, кто пережили войну, помнят о них. Это Сурский оборонительный рубеж. Основная линия Сурского оборонительного рубежа в Пензенской области проходила по правобережью, то есть восточному берегу рек Сура, Уза, через Лунино, Бессонов, Купел, на село Ключи и дальше на город Петровск Саратовской области. То есть протяженность основного рубежа около 215 километров. Местные власти приняли решение возводить дополнительную линию обороны для защиты областного города, которая проходила непосредственно перед Пензой через Лунино, Макшан, Загоскино, Спасско-Александровскую, это протяженностью 145 километров. Таким образом, общая протяженность двух линий рубежа на территории Пензенской области составляла около 360 километров. На всем расстоянии предстояло также соорудить противотанковые рвы, сделать танками недоступными берега рек и оврагов, соорудить 450 дотов и сотов, подготовить 1500 огневых позиций для артиллерии, 12 тысяч землянок необходимо было подготовить. Для этих работ, конечно же, требовалось большое количество строительных материалов. Одних только гвоздей необходимо было 3 вагона. На сооружение линии укреплений правительством отводилось очень короткие сроки. И мы понимаем, почему. Немцы рвались к Москве. Для возведения рубежей планировалось привлечь огромные материальные и людские ресурсы. Организация работ по сооружению рубежа была возложена на 6-ю саперную армию под командованием Александра Семеновича Корнева, около 30 тысяч бойцов, которые 3 из 4 бригад стали ведущей силой при сооружении Пензенского рубежа. Одна из саперных бригад, 18-я, была в основном сформирована из призывников Пензенской области. По расчетам, ежедневно в работах должны были участвовать около 85 тысяч человек. Иногда это число доходило до 110 тысяч. Для сравнения, численность населения города Пензы на начало войны составляла 160 тысяч жителей. Численность населения области 1 миллион 649 тысяч. И в основном население было сельское. При мобилизации на строительство оборонительных рубежей столкнулись с большими трудностями, которые были вполне объяснимы. Только что прошла мобилизация в армии, женщины, старики, дети, подростки заменили на рабочих местах ушедших на фронт. Молодежь была признана в фабрично-заводские школы и ремесленные училища. Поэтому призывались для строительства мужчины и женщины от 16 лет. Среди мобилизованных граждан большую часть составляли женщины, а также подростки. Днем начала строительства рубежа было определено 1 ноября. К этой дате в назначенные пункты прибыло мобилизованное население и началась работа. А трудились наши земляки героически. Копали в основном вручную, механизированной техники не хватало. Да и простейших инструментов не хватало. Сложилась такая ситуация, когда лопата, а в день их требовалось около 1000 штук, стала оборонной продукцией. Работа по законам военного времени шла без выходных. В
вспоминали, что зима 1941 года легла рано, что в эту очень холодную зиму на лету замерзали птицы. Земля промерзала так, что без лома нельзя было обойти. Варежки, рукавицы быстро протирались, снашивалась обувь. Но работа не прерывалась и в самые сильные морозы, когда температура опускалась до минус 40-45 градусов. О том, как самоотверженно пензенцы готовились оборонять свою малую родину, в суровом 1941 году не сняты фильмы. И лишь вскользь о них упоминалось в разных сборниках, посвященных войне. Долгое время эти события были белым пятном в истории Пензенского края. Начало сбора информации о строителях Сурского рубежа положил круглый стол, который состоялся 1 ноября 2016 года в Пензенском областном краеведческом музее и был посвящен 75-летию начала сооружения Пензенского участка оборонительного рубежа. Об этом мероприятии сообщила пресса. После этого краеведам позвонила 92-летняя Нина Николаевна Доброслава. Как и сотни ее земляков, она участвовала в сооружении оборонительных укреплений. Ее истории не только уникальны, а еще подкреплены различными документами и фотографиями. Первый день работ она помнит до мельчайших подробностей. Ей было всего 16. В этом возрасте хочется думать о танцах и веселье, а вместо этого тяжелый, изматывающий труд. Нина Николаевна вспоминала. 6 ноября, метель. Во время этого пути мы даже увидели на обочине дороги труп замерзшего человека. Но почему-то нас никто не остановил. Мы группами пешком шли в Кондольский район. Там рыли окопы. Я хорошо помню, как наши варежки примерзали к ломам. Какие-то листовки мы находили, где было написано: «Милые дамочки, не копайте ваши ямочки. Придут наши таночки и закопают ваши ямочки». Как они появлялись, не знаем. Многих очевидцев тех событий уже нет в живых, но Нина Николаевна не единственная, кому удалось пронести эти воспоминания через долгие годы. Вот что вспоминал Аксенов, руководивший колонной мобилизованных Кондольского района. Чем дальше, тем глубже промерзала земля. Слой промерзания на возвышенных местах достигал 120 сантиметров. Для работавших подростков, женщин и пожилых людей это была крайне изнурительная работа. Весь день на морозе, без горячей пищи в обед. И только сознание, что это необходимо для борьбы с немецко-фашистскими оккупантами, высокий патриотизм, понимание того, что наши отцы, братья и сыновья отдают жизнь на фронте, давали людям силу переносить неимоверные трудности, немыслимые в условиях мирной жизни. Чтобы работа шла быстрее, после расчистки площадки от снега вырубали в углах топорами, ломами ямки глубиной 25-30 сантиметров. Затем работали клиньями, забивали их резаными палками, откалывая постепенно глыбы мерзлой земли. Так были за днем. Более слабые люди зябли, были случаи обморожения, им оказывалась медицинская помощь. Больных отправляли в больницу. А вот что вспоминала попавшие противотанковые рвы и черды. Шепот стоял ужасный. Трудно было, когда дул ветер. Ветхая одежда не спасала от лютого мороза. Мерзлую землю долбили кирками и ломами, а глыбы земли выбрасывали и руками, и лопатами, вытаскивали на носилках. У работающих была норма выбросить в день 3 кубических метра земли. Недалеко горели костры, около которых можно было немного погреться во время небольшого отдыха. Работа по сооружению оборонительного рубежа в Пензенской области шла полным ходом, когда немецко-фашистские войска вплотную подошли к Москве и появилась реальная угроза прорыва в глубокий тыл. В связи с этим в конце ноября были выработаны предложения и обороны города Пензы. Считалось, что для обороны Пензы необходимо было иметь 240 орудий, по 400 орудий на 1 километр фронта, 1-2 бронепоезда и 55-60 противотанковых пушек. Так как ни времени, ни рабочей силы на сооружение оборонительных укреплений по всей линии не было, требовалось 600 человека дней, 600 тысяч человек. Предлагалось
господствующие над городом высоты, превратив их в узлы обороны, установить минные и проволочные заграждения, эскорпировать танкоопасные направления. Работы по строительству укреплений в черте города было поручено развернуть 6-й саперной армии с 3 декабря. Но уже к этому времени стало ясно, что гитлеровский тайфун, бушевавший под Москвой больше 2 месяцев, выдохся. Наши войска перешли в контрнаступление, завершившееся разгромом немецко-фашистских войск под Москвой. Угроза прорыва гитлеровских войск в Пензе, соответственно, миновала. Но работы по сооружению Сурского рубежа продолжались до середины января 1942 года. 21 января на имя наркома внутренних дел Лаврентия Павловича Берии руководителям строительства была послана телеграмма. Задание Государственного комитета обороны по строительству Сурского оборонительного рубежа выполнено. Объем вынутой земли 3 миллиона кубических метров. Отстроено 1600 огневых точек, дзотов и площадок, 1500 землянок и 80 километров окопов с ходами сообщений. Оборонительное сооружение было построено в рекордные сроки за 45 дней. В условиях начала Сталинградской битвы и вновь возникшей угрозы появления немецких войск под Пензой были приведены в полную готовность части Селицинского гарнизона, а победа советских войск под Сталинградом окончательно устранила военную опасность для Пензы. В марте 1943 года рубеж последний раз был восстановлен и приведен в порядок, а уже в мае 1943 года все сооружения были переданы под охрану Пензенскому лесхозу и милиции. Вот так эти сооружения выглядят сейчас. Долгое время героизм строителей оборонительных рубежей оставался вне поля зрения краеведов. В 1962 году вышла книга бывшего командующего 6-й саперной армии Александра Семеновича Корнева «У них были мирные профессии», где целая глава рассказывает о строительстве оборонительных рубежей в Пензенской области. В 1995 году была напечатана статья Владилена Алексеевича Мочалова, пензенского историка и краеведа, подробно раскрывающая тему «Пензенский оборонительный рубеж 1945 года». И долгое время это была единственная работа о строительстве оборонительных рубежей Пензенской области. Сегодня бессмертный подвиг наших земляков не забыт. В Пензенской области с 2016 года региональным отделением Российского военно-исторического общества инициировано мероприятие по изучению истории сооружений Сурского рубежа обороны. В рамках этой работы проводятся исследовательские мероприятия, экспедиции по местам прохождения Сурского оборонительного рубежа. Учитель истории 221-й школы города Заречного Пензенской области Илья Валерьевич Мурылев один из тех, кто не просто знакомит молодежь с историей Сурского рубежа, но и старается донести до подрастающего поколения масштаб трудового подвига советских людей. А рабочая группа проекта «Подвиг на Сурском рубеже», состоящая из активистов поискового отряда «Поиск вездеход» и преподавателей школы номер 37 города Пензы, организовала полевой учебно-тренировочный лагерь «Живая память поколений». Он располагался на одном из участков оборонительного Сурского рубежа, близ села Возрождение. В ходе проведения поисковых работ ребята изучили сохранившиеся элементы фортификации – доты, дзоты, огневые позиции для артиллерии. Помимо знакомства с историей строительства рубежа, ребята прошли курс обучения в школе молодого поисковика. Инструкторы провели занятия по ориентированию на местности, оказанию первичной доврачебной помощи, туристической подготовки, основам работы с металлодетекторами и навигаторами. Всего в учебно-тренировочном лагере приняли участие 50 человек. В 2020 году Илья Валерьевич выпустил методическое пособие организации похода по фортификационным сооружениям Сурского оборонительного рубежа в рамках проекта «Подвиг на Сурском рубеже», разработанного на базе школы номер 37 города Пензы. Этот проект вошел в число победителей конкурса Министерства просвещения Российской Федерации на предоставление грантов, направленных на развитие краеведческой
и туристической деятельности детей и молодежи. Обратите внимание на обложку, на фото детей. Это уже современная фотография, реконструкция. Представители пензенских отделений Российского военно-исторического и Русского географического общества разработали эскизы памятных знаков для увековечивания подвига строителей Пензенского участка Сурского рубежа обороны. Предлагается увековечить подвиг строителей рубежа в одном или нескольких наиболее подходящих местах. Также предполагается установить информационные знаки на автотрассах во всех районах Пензенской области, на территории которых проходил Сурский рубеж обороны. Свою боевую задачу возведенному рубежу, к счастью, выполнять не пришлось. Но не помнить о его строителях нельзя, ведь это значит объединить рассказ о героизме подростков, женщин, пожилых людей, которые в тяжелейших условиях военного времени сделали то, что сегодня мы привычно именуем героическим вкладом тружеников тыла в дело Великой Победы. Вот коротко все, наверное, что я вам хотела рассказать. Елена Васильевна, спасибо вам огромное. У меня такой вопрос. У вас там были статистические показатели. Вы из книги их взяли? Потому что и наши статистические показатели с вашими совпадают. И они взяты из открытых источников. Потому что при подготовке мероприятия, а у нас уже несколько лет проходит час патриотизма, Сурский рубеж, как это было, да, мы столкнулись с тем, что фотографий просто нет. И поэтому фотографии для демонстрации текста брались просто из открытых источников. Спасибо вам большое, Елена Васильевна. У нас буквально недавно в Чувашском книжном издательстве вышла замечательная уникальная книга под названием «Подвиг тружеников Чувашии, строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Эта книга рассказывает о героическом подвиге строителей оборонительных рубежей, о постройке оборонительных рубежей, в том числе и на территории современной Российской Федерации, и особенно очень большая глава посвящена строительству оборонительных рубежей на территории Чувашской Республики. Авторами книги являются доцент Чувашского государственного университета имени Ульянова Олег Андреев и Марина Широкова, доцент Чувашского государственного педагогического университета имени Ивана Яковлева Евгений Касимов и заместитель директора Государственного исторического архива Чувашской Республики, кандидат исторических наук Федор Николаевич Козлов. Издание вышло под редакцией Владимира Степанова, макеты художественное оформление Натальи Орловой. У нас сегодня присутствуют среди почетных гостей авторы данной книги. Это Федор Николаевич и Марина Александровна. Я хотела бы предоставить им слово, чтобы они рассказали, представили эту книгу вам. Федор Николаевич, я думаю, вам, наверное, первое слово. Добрый день. На самом деле, я думаю, часть информации вам уже сегодня наш коллега из музея озвучил, и мы бы не хотели повторяться в плане статистики. Единственное, что книга построена не по принципу, когда все в ней от Чувашии. Мы начали с общего обзора того, что такое оборонительные рубежи Первой Отечественной войны на территории Советского Союза, в том числе в зоне боевых действий, начиная от западной границы до Москвы. И это подчеркивает, с одной стороны, что в тылу или в близком к фронту тылу, или в глубоком тылу люди так же, как и многие на фронте, в принципе, воевали. Не случайно то, что происходит в тылу, у нас иногда называют, в том числе, трудовым фронтом. И иногда, наверное, то, что происходило в тылу, было гораздо тяжелее, чем то, что мы воспринимаем как фронтовую жизнь. Потому что и в выступлениях наших коллег из других регионов было, и на основе наших исследований мы можем четко сказать, что фронтовика все-таки обеспечивало государство. Он получал обмундирование, он получал продовольствие, он получал вооружение,
То есть в данном случае у него не болела, говоря современным языком, голова о таких вещах. А те, кто трудился в тылу, помимо того, что должны были выполнять вот эту вот повинность по возведению оборонительных рубежей, по поставкам для действующей армии и по поставкам для государства, они ведь должны были еще и заниматься проблемой самообеспечения. Все эти трудовые ресурсы, которые привлекались в строительство оборонительных рубежей, они практически государством не обеспечивались. И вот поэтому, с одной стороны, хочется об этом рассказать, а с другой стороны, хочется, и вы подчеркивали этот момент, и мы в книге акцентировали в каких-то нюансах на эту сторону количественные показатели. Ведь даже если мы берем нашу относительно небольшую по территории Чувашию, у нас на начало 1941 года население было немногим больше 1 миллиона человек. Из них практически 208 тысяч за 5 лет войны ушли в действующую армию. Но представьте, когда мы говорим о соотношении вот этих вот двух статистических цифр, они еще и хорошо дополняются третьей цифрой, когда буквально в течение нескольких дней республика должна была отправить на строительство оборонительных рубежей на своей территории практически по плану 170-180 тысяч человек. То есть сопоставимая цифра с тем, сколько ушло в действующую армию на протяжении 5 лет, должна была быть выполнена в буквально сжатые сроки. Естественно, как и практически в любом другом регионе, мы никогда в Чувашии этой цифры не достигли. В лучшем случае работало на рубежах многим больше 100 тысяч человек. Но это не означает, что плохо работали. Так же, как и во всех регионах, на тех, кто работал, пришлась, наверное, сильная нагрузка, в том числе из-за товарища, которого нет. Из того, которого забрали в действующую армию, если человек работает на заводе, из-за того, кто не вышел на строительство оборонительных рубежей по разным причинам, в случае с тем вопросом, который мы с вами рассматриваем. И надо сказать, что вот у нас почему-то стал вопрос, и мы немножко пообсуждали здесь, по слайдам Пензенской области. У вас статистика, которую вы привели, она один в один совпадает с нашей Чувашской. То есть количество выкопанной земли, количество возведенных дотов и дотов, количество окопов их протяженных, вот они идентичны тому, что за подписью председателя Совнаркома Чувашской ССР и секретаря областной партийной организации ушли в Москву. Но вы честно признаете, что у вас открытый источник. Поэтому, наверное, это все-таки данные наши. По Пензенской области они, может быть, немножко другие, потому что, несмотря на то, что по территориальности вы гораздо протяженнее, чем мы, но длина оборонительных рубежей общая. У нас в Чувашии была одна из самых длинных. У нас 2 рубежа проходило. Не только Сурский, о котором мы говорили сегодня в основном, но у нас еще и от Такого-Марийцев и Татар был Казанский рубеж и Казанский отбор. И суммарно вот эти 2 рубежа на территории Чувашии составляют примерно 380 километров. По сути, это один из самых протяженных, суммарно еще раз скажу, участков оборонительных рубежей, которые есть положены. И вот представьте ситуацию, что действительно копать приходилось в тяжелых условиях. Мы и построили книгу на том, чтобы показать, какой титанический труд был проделан. Количественных показателей там относительно немного в виде каких-то академических вещей. И надо сказать, что наша книга – это не академический проект. Это не книга монографического характера, это не сборник документов. Книжка – это научно-популярная, которую, в принципе, читая, поймет любой человек. Если есть какие-то непонятные цифры, факты, названия, то мы их выносили либо в комментарии в конце книги, и там есть списки терминологического аппарата, либо же они размещались на той же странице, где упоминается тот или иной термин. И в итоге человек, он, даже если не следующий достаточно хорошо в истории, может, прочитав книжку, составить представление о том,
что из себя представляла эта работа. В том числе и то, какой труд вложили в этот процесс бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, многих из тех, кто возьмет сегодня эту книгу в руки. Нам в этом отношении повезло пока больше, чем всем остальным участникам сегодняшней встречи, потому что у нас в Чувашии 21 год – это год памяти подвига этих тружеников. Ну и естественно, что те или иные проекты получают либо финансовую, либо моральную, а иногда и финансовую, и моральную поддержку. И ну, вот, это не первая книжка, которая вышла в этом году, и не последняя. Поэтому ну, я не призываю вас нам позавидовать. Но порадоваться вместе с нами, наверное, стоит. Поэтому ну, вот, рассказывать и пересказывать содержание книги – это дело неблагодарное. Книгу надо читать. Книгу надо подержать в руках, почувствовать, как пахнет бумага, почувствовать свое отношение к книге. Ну и я думаю, что если кто-то из вас бывает в Чебоксарах, а таких, наверное, иногда бывающих у нас люди есть, вы спокойно найдете эту книжку на прилавках книжных магазинов, а может быть и ваши коллеги вам их подарят, и вы сами оцените наш скромный труд. Спасибо. Спасибо большое, Петр Николаевич. А слово эстафету я передаю Марине Александровне. Я немножко совсем расскажу. На самом деле, конечно, с книгой нужно знакомиться лично. Вот Петр Николаевич уже говорил о такой академичности, да, работы. То есть перед нашим коллективом авторским стояла на самом деле не очень простая задача создать книгу, которую могут читать все, даже люди, которые не сильно интересуются историей. Это во-первых. И во-вторых, соединить в ней основу, создать ее на основе исторических источников, то есть сделать ее исторически достоверной, объективной, и в то же время сделать ее научно-популярной, скажем так. Ну, как мне кажется, большая часть этой задачи на данный момент выполнена. Потому что основная, скажем так, важность, да, этого труда состоит именно в том, что он полностью основан на исторических источниках, причем самых разных групп. Историки знают о том, что при описании исторических событий, для того, чтобы как можно широко о нем рассказать, мы используем несколько групп источников. Это и архивные данные, и воспоминания, предметы материальной культуры, которые не очень доступны нам в этом отношении, потому что от рубежей очень мало что осталось на территории нашей республики, это активно восстанавливается. И вот все группы источников, которые на данный момент присутствуют, они все задействованы. Поэтому книга построена на таком принципе, что там очень много исторических документов, то есть это повышает, естественно, достоверность, и в то же время приведены воспоминания, что позволяет посмотреть на это строительство с точки зрения самих строителей. Мы сегодня слушали замечательное интервью с участницей строительства. Вот у нас в Чувашской республике тоже активно идет сбор вот этих воспоминаний и в качестве анкетирования, и в качестве записи видеосюжетов. Это действительно очень ценный исторический источник. По сути, мы занимаемся созданием вот этой базы исторических источников, курсом истории, когда не языком сухих документов мы можем рассказать другим людям о строительстве, а именно вот опираясь на воспоминания тех людей, которые действительно это делали и которые могут нам рассказать очень много интересных моментов. Вот сегодня я слушала участницу строительства, например, содержание листовки, вот этот, казалось бы, забавный стишок, о котором она говорила. Я его слышу в первый раз, потому что на территории Чувашской республики, по-моему, никто, да, у нас из тех, кто участвовал в строительстве, никто такого не рассказывает. Где еще вот такое почитаешь? В архиве это может не сохраниться. Нигде этого нет. А когда общаешься с участницами строительства, соответственно, уже всплывают вот такие очень важные и интересные подробности. И второй момент, который хотелось бы сказать о книге. Вот действительно сегодня у нас важный период – это создание исторической памяти о строительстве оборонительных рубежей. Наше сегодняшнее мероприятие вписывается как раз в этот контекст.
И в целом у нас в республике в этом году, конечно, множество, да, таких проектов. Это и создание книг, и создание передвижных выставок и так далее. То есть очень активно идет. И в целом можно отметить, что по всем республикам, по всем субъектам, да, где есть оборонительные рубежи, есть очень много похожих черт, как мы создаем эту историческую память. Это и возведение памятников, да, то есть объектов каких-то, материальной культуры, и в данном случае музейные какие-то экспозиции, и создание, написание, да, книг на эту тему. Это действительно очень важно, и все инструменты сохранения исторической памяти, которые мы можем приложить для того, чтобы строительство оборонительных рубежей не осталось в прошлом, как это долгое время было, а все-таки актуализировалось в настоящем, мы могли передать это будущим поколениям, они на сегодняшний день задействованы. Конечно, это очень приятно, что вот этот процесс мемориализации, он в целом идет активно во всех регионах, где наблюдалось, где вообще имело место строительство оборонительных рубежей. Наверное, на этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Мария Александровна, спасибо большое. Марина Александровна, за меня, я думаю, тут уже все итоги подвела. Я повторяться даже и не буду. Самое главное, Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека благодарит всех участников сегодняшней экспедиции. И, к слову, я бы еще хотела сказать, добавить, вернее, о том, что маршрут оборонительного рубежа проходил еще и по Саратовской области. К сожалению, когда мы обратились к коллегам, они не смогли найти достаточно информации, чтобы нам рассказать и показать о том, как велись работы строительства оборонительных рубежей на территории Саратовской области. И поэтому мы сегодня посетили 6 регионов вместо 7. Спасибо еще раз всем участникам. Особую благодарность и признательность спикерам, которые сумели нам раскрыть и показать те страницы, героические страницы тыловиков, строителей оборонительных рубежей на территории бывшего Советского Союза. Огромное вам спасибо. Уважаемые спикеры, есть ли у вас вопросы кому-либо? У нас Нижний Новгород вопрос. А какой тираж книги? Тираж книги изначально был 1000. Подвиг тружеников Чувашии, да. Да, тираж книги изначально был 1000 экземпляров, а сейчас еще будет дополнительный тираж. Спасибо. Еще 1700, потому что не хватило книг. Книга, когда появилась на прилавках, она разошлась моментально. И ее закупили буквально, наверное, за месяц, я насколько знаю, а потом вот определили, что нужно дополнительно переиздать, и книжное издательство занимается как раз над этим вопросом. Коллеги, есть ли у вас еще вопросы? Ну, мы переслали фотографии, как и обещали. Это опять Нижний Новгород. Спасибо вам большое. Вот, надеюсь, они тоже пригодятся. Потому что многие, я смотрю, использовали их тоже в своих презентациях сегодня. Я думаю, единственный регион, где сохранилось такое количество именно исторических фотографий. Потому что, насколько я знаю, по Чувашской республике, по-моему, у нас ни одной фотографии нет. А у меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот эти фотографии, они в архиве хранятся у вас? Или... Нет, нет. Это в частных руках. Это у фотографа они хранились и хранятся. В семье. Понятно. Они сами фотографировали, да, в период строительства? Нет. Там дело в том, у нас в партийной газете все выключили нас, нет? Нет, мы вас слышим. Нет. Значит, в партийной газете был фотограф. У нас Нисон Михайлович Капелюш такой был. Он всю войну снимал, но туда фотографов, естественно, не пускали. Они секретные были, все материалы были все секретные. Вот вы сами знаете, наверное, там вот показывали везде рассекречено стоит гриф. Вот. И фотограф был, наверное, раза 3 в поездках. Но
у нас еще вот эту самую книжечку, вот эту нашу, военную нет, военная, которая там, на странице. У нас еще во время войны вышла книжечка, сейчас мы вот постараемся быстренько найти, вот, и он, видимо, для нее снимал. Понятно, что он по особому разрешению вот 3 раза выезжал, ну, под каким-то, я не знаю, там под контролем он снимал или нет. Они вообще, у нас где-то вот в обороте были 3-4 фотографии. И они все время тиражировались, больше не было. Вот смотрите, вот во время войны, еще вышла вот такая книга. Это вот, видите, опыт там стахановского труда на строительстве рубежей обороны. Там очень интересные вещи, как эти пеньки корчевать, там лошадью, как зацепы какие-то там, такая небольшая книга, но очень много всего. И она вообще ценная. Там, да? Эти фотографии, которые вы сегодня нам продемонстрировали. Нет, ну какая-то часть. Там интересные землянки были, они даже с электрическим светом были, землянки. Столовые солдатские. Там вообще капитальная, хорошая книжка такая, она одна в архиве. Еле-еле нашли, вот просто случайно совершенно. Выходила газета у нас. Почему-то она называлась «За Родину». Она такая военное название, а тут вдруг «За Родину». Ни одного экземпляра нигде. Она приложение к партийной газете выходила, «Гольская коммуна», и куда-то она исчезла совсем. Там, видимо, снимки были. Я даже ни одного номера не видел и не могу даже рассказать о нем, что там было. И вот, видимо, он там снимал. И потом у него, я не знаю, там, наверное, отобрали много пленки, которые там, что-то он сохранил. И вот его сын хранил. А я с сыном тоже хорошо знаком был, и он нам вот эту книжку делали. Он сказал, берите все бесплатно и без всякого. Сейчас вот с внуком я тоже общаюсь, он говорит, ну что, я на дети зарабатывать, что ли, буду. И все. Только указывайте, кто автор, и больше не понимаю. Так что вот такая вот штука. Ну, у нас еще есть стихотворение, тоже написано нижегородским поэтом, посвященное этой теме. Это нижегородский поэт Юрий Адрианов. Написал он стихотворение, которое назвал «Не воевавшие окопы». Ну, небольшой фрагмент, если есть возможность, я могу зачитать. Пожалуйста, пожалуйста. Не знаю, вы, быть может, не видали остатки рвов у волжских деревень. На этих рубежах не воевали. Их строили на самый черный день, на самый горький, страшный миг прорыва, на самый роковой для жизни час, когда волна железного прилива блеснула под Саранской Арзамас. Быть может, говорить о том не надо, когда не потревожены поля, но трижды славны камни Сталинграда, которым здесь обязана земля, обязана покоем деревенским, где есть одно лишь зарево, закат, и тем рукам, и девичьим, и женским, измученным от тяжести лопат. Шумят берез несрезанные кроны, но вере, святы в памяти веков, и эти рвы, где не найдешь патронов, лазницы ям для брони колпаков. Какой? Это стихотворение написал наш нижегородский поэт. Память о страницах этих рубежей. Спасибо. Уважаемые коллеги, спикеры, есть у вас еще вопросы кому-либо? Я думаю, вопросов нет. И пришло время подвести итоги нашей виртуальной экспедиции. Спасибо еще раз вам за участие. К сожалению, статистические данные я подвести не смогу, потому что у нас тут накладка вышла из Пензенской области. У нас наши данные Чувашской республики и ваши совпали. В некоторых регионах тоже не прозвучали, к сожалению, статистические данные, и поэтому я на этом этапе останавливаться не буду. Мне хочется сказать, что несмотря на то, что тема строительства оборонительных рубежей, она малоизученная. Но, тем не менее, благодаря нашему мероприятию мы убедились, что во всех регионах
эта тема является актуальной как для краеведов, для историков, также и для нас, и для библиотекарей. И над этой темой работают плодотворно все. И отрадно то, что подрастающее поколение также изучает данную тему и пытается хранить память о тех суровых подвигах, о тех суровых годах, о тех героических страницах тыловиков во время Великой Отечественной войны. И хочется надеяться, что мы все будем хранить эту память строительства оборонительных рубежей в своих сердцах и будем передавать эту память из поколения в поколение. Спасибо вам еще раз. На этом наша экспедиция завершается. И мы надеемся, что в дальнейшем мы будем с вами плодотворно работать. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.